в дальнейшем представить эту информацию на уровне организаций, муниципалитетов. Но самое важное, что вместе с нами те, кто развивает кадетское образование. И вот именно о развитии кадетского образования мы сегодня, уважаемые коллеги, и будем говорить, обсуждать. Мы сегодня выбрали не случайно онлайн-платформу, и я обращаю внимание, что мы видим всех участников. Спасибо, что вы нашли свое профессиональное время для того, чтобы принять очное участие. Я очень рада, что некоторые находятся в онлайн-студиях образовательных организаций, вместе с вами ваши команды, педагоги. Поэтому, конечно, это важное для нас событие. И мы внимание обращаем, что у каждого, кто сегодня находится в онлайн-пространстве, есть возможность и подключиться, и задавать вопросы, обсуждать вместе с нами. Поэтому, конечно, формат круглого стола он является традиционным. Это выступление, их обсуждение, но самое главное, это, конечно, подведение итогов круглого стола. Мы бы хотели по итогам круглого стола представить нашу резолюцию Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Коллеги, это очень важное решение, поэтому я прошу вас быть активными участниками круглого стола и не только слушателями. Это очень важно. Итак, вот такие профессиональные задачи стоят перед нами. Я хочу сказать, что не случайно мы все находимся в Институте развития образования. У нас было два очень важных управленческих события, которые мы бы хотели вместе с вами в дальнейшем рассматривать как элементы всей модели сопровождения кадетского образования. В прошлом году, а именно весной 2021 года, в прошлом учебном году, мы провели мониторинг развития кадетского образования в Республике Коми. И на основании результатов мониторинга, я его сегодня вам представлю, 1 октября 2021 года Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми утвердило план развития кадетского образования на последующие 3 года. Поэтому мы сегодня понимаем, что для нас план является основанием для всех наших дальнейших действий по управлению системой развития кадетского образования. В любом управленческом цикле есть всегда команда управленческая, команда методическая. И, конечно, нам очень важно вместе с вами не только проводить мероприятия, но и рассматривать нас именно как субъектов управления этой системой. Понимать, какие нам необходимо будет предпринять, может быть, и корректирующие действия, исходя из того состояния, которое сегодня есть в Республике Коми. Поэтому сегодня я хочу представить наших коллег из Института развития образования, многих уже знаете, которые сегодня включены в систему методического сопровождения кадетского образования. Уважаемые коллеги, я представляю Волкову Анжелику Васильевну, которая является заведующей Центром воспитания и социализации личности нашего института. Анжелика Васильевна вот здесь присутствует. Я представляю Новикову Ирину Дмитриевну, которая является заведующей кафедрой нашего института, и очень много метапредметных составляющих, связанных с развитием основ безопасности жизнедеятельности, оно сегодня закреплено именно за кафедрой, которую Ирина Дмитриевна курирует, и поэтому мы сегодня будем говорить об участии учителей предметников и о развитии именно кадетского образования с точки зрения ранней профориентации. Ирина Дмитриевна сегодня в своем выступлении об этом скажет. И я очень рада, что сегодня с нами Наталья Николаевна Исаева, которая возглавляет сегодня кафедру развития социально-гуманитарных дисциплин. И сегодня, конечно, преподавание истории, обществознания и включение данных предметов в циклы учебного плана в рамках кадетского образования, оно является приоритетным. И мы тоже в дальнейшем хотим провести такое интересное мероприятие, семинар, как раз с вами, обсудив вопросы включения
нашей государственных задач, исторического плана, исторической памяти, гражданской идентичности. Каким образом это может формироваться именно в рамках нашего сегодняшнего метапредметного пространства. Вот такие задачи перед нами стоят, но я, уважаемые коллеги, начну, наверное, с представления результатов мониторинга, который был проведен и который стал основанием для принятия нового плана развития кадетского образования. Итак, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что данный мониторинг, он был проведен на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, но очень важно, что он имел нормативно-правовое основание. Если мы говорим о кадетском образовании, нам очень важно, что на протяжении последних 3 лет мы все вместе с вами перешли на новый уровень понимания, что представляет собой кадетское образование, именно благодаря плану мероприятий по развитию кадетского образования, который был утвержден в Республике Коми в 2018 году. В 2019 году был утвержден межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию, в который вошло как отдельное направление именно развитие кадетского образования. Поэтому нормативно-правовое поле стало основанием для получения объективной информации о состоянии, о проблемах и, конечно, о перспективах развития кадетского образования. Уважаемые коллеги, в мониторинге принимали участие 18 муниципальных образований. То есть мы понимаем, что в 18 муниципальных образованиях сегодня реализуется кадетское образование. К сожалению, в 2 муниципальных образованиях, это Княжпогосский район, Троицко-Печорский, у нас нет даже ни одного элемента кадетского образования. А вы знаете, да, что оно может быть многоструктурным? К сожалению, нет. Поэтому, уважаемые коллеги, наша с вами совместная задача продемонстрировать результат формирования гражданской идентичности наших детей, формирование именно вот этой мягкой силы, которая важна для нашего государства, для того, чтобы и в этих 2 муниципальных образованиях были созданы либо кадетские классы, либо образовательные организации, которые в дальнейшем могут, может быть, через дополнительное образование реализовывать элементы кадетского образования. Итак, уважаемые коллеги, нам было важно понять, каким образом в муниципальных образованиях оказывается методическая поддержка образовательным организациям, которые реализуют кадетскую составляющую. К сожалению, только в 12 муниципальных образованиях есть такая поддержка, есть методисты, как нам отметили, которые помогают, понимают и рассматривают вопросы развития кадетского образования. Мы обратили внимание на свод нормативно-правовых документов, которые регламентируют деятельность общеобразовательных организаций. Коллеги, у нас в 8 муниципальных образованиях есть положение кадетских классов. У нас есть подписано 3-стороннее соглашение о взаимодействии между МВД Республики Коми, администрацией муниципального образования и отделом образования администрации тоже в 8 муниципальных образованиях. В 4 муниципальных образованиях основанием для деятельности является закон о кадетском образовании Республики Коми. Нас, конечно, удивило, что остальные даже не отметили, что они знают об этом, что это закон, что он является нормативно-правовой базой. А на самом деле это закон, республиканский закон. Важно, что на уровне, уважаемые коллеги, 3 муниципальных образований проведена проверка уставной деятельности организаций, и в уставах организаций прописаны составляющие кадетского образования. А в остальных организациях, к сожалению, в уставной деятельности это не обозначено. В настоящее время, уважаемые коллеги, функционируют у нас 2 кадетские школы, и я понимаю, что сегодня представители 2 кадетских школ, это село Коровий ручей, я вижу наших коллег,
Вы, по-моему, вместе с нами сегодня, если не ошибаюсь. Да, коллеги? Это кадетская школа, в которой 75 обучающихся. И сегодня команда кадетской средней общеобразовательной школы работает вместе с нами. И кадетская школа города Сосногорска. Количество обучающихся 315. Обращаем внимание, что наибольшее количество кадетских классов – это 26 в Воркуте. И в них общее количество обучающихся 488. Очень важно, что на уровне, не обозначить общее количество, на уровне муниципальных образований, управление образования отметили, вот я уже сказала, 8, что есть специалисты, которые курируют деятельность школ. Теперь давайте обратим внимание на кадровое обеспечение кадетского образования. В образовательных организациях Республики Коми кадетскими классами руководят, в основном, уважаемые коллеги, классные руководители. 75% отмечают, что на них возложена эта функция. 2% это должности воспитателя из числа офицеров запаса вооруженных сил Российской Федерации, которые прошли переподготовку по педагогической специальности. И мы видим, исходя из этих данных, что самой распространенной категорией работников, которые являются преподавателями общеобразовательных дисциплин, как раз это 79%, это учителя-предметники, которые являются учителями-предметниками и понимают, знают особенности кадетского образования. Нас это очень радует. Есть педагоги дополнительного образования, 43%, которые тоже включены в реализацию кадетской составляющей. И, к сожалению, не все особенности кадетского образования, как они отмечают, у них есть проблемы, и они бы хотели, чтобы с ними работали. Обращаем внимание, что повышение квалификации – это очень важный элемент профессионального развития. Очно прошли 7 человек, в том числе это федеральное повышение квалификации, оно было в прошлом году, оно было организовано Академией Минпросвещения Российской Федерации. Я хочу сказать, что сегодня очень активно развивается наше сотрудничество с Академией Минпросвещения, и в прошлом году по заявкам многих субъектов была реализована в Академии Минпросвещения очно-заочная программа для организаций, которые реализуют кадетское образование. К сожалению, у нас только 7 человек приняли участие. Если сегодня будем об этом заявлять, об этой потребности, то Федеральная академия, она совместно с нами проведет такие курсы. Они очень многозадачные, но они важны с точки зрения современных составляющих, о которых говорит президент Российской Федерации, что наши кадеты – это наша мягкая сила. И это именно та сила, которая сегодня может формировать именно то гражданское сознание, которое необходимо для наших детей, и быть посредниками между обучающимися другими и различными субъектами кадетского образования. Далее, в качестве структур, которые оказывают поддержку, очень радостно, что определяет Институт развития образования, Республиканский центр дополнительного образования, Управление противопожарной защиты Республики Коми и Центр патриотического воспитания. И вот, уважаемые коллеги, я обращаю внимание вот на агрегирование данных задач, которые стоят перед нами. Это предложения, которые поступили от вас, уважаемые коллеги, потому что вы все принимали участие в этом мониторинге. Что хочется отметить? Что нам нужны очень прозрачные, понятные всем механизмы и формы обучения педагогических работников. Мы с вами все понимаем, что, к сожалению, кадетскому образованию во время подготовки будущих педагогов не уделяется должного внимания. И когда мы на это внимание обратили, мы поняли, что мы должны проанализировать рабочие планы в системе высшего образования. И действительно это так, что наши будущие педагоги, кто придет к вам через 3-4 года, они, к сожалению, даже не знают о том, что представляет собой, сегодня Батария Дмитриевна об этом говорит, кадетское образование, какая составляющая сегодня важна, и зачастую они рассматривают кадетское образование как предметную область, связанную с основой безопасности жизнедеятельности, а не системное сопровождение развития гражданской этичности наших обучающихся.
Далее мы понимаем, что с точки зрения методического сопровождения должен быть цикличный методический семинар, постоянно действующий, включающий, уважаемые коллеги, все команды. Ведь ваши команды входят, вы сегодня об этом будете говорить, руководители образовательных организаций, педагоги-предметники, педагоги дополнительного образования и класса руководителя. Вот сегодня мы очень рады, что с нами принимают участие организации, которые готовы представить уже свою лучшую практику по управлению системой развития кадетского образования. И уже просматривая некоторые презентации, мы понимаем, что именно только команда организации может действительно, понимая цель, идти к необходимому результату. Далее, уважаемые коллеги, вот такой запрос появился, и мы понимаем, что мы должны его исполнить, потому что это ваш запрос. Это запрос, связанный с созданием республиканского методического объединения организаций, реализующих кадетскую составляющую. У нас есть 28 республиканских объединений. Все решают разные задачи, но мы сегодня понимаем, что, имея такой потенциал, мы должны с вами на постоянной основе не только обсуждать, но и вести работу через методическое объединение со всеми организациями Республики Коми. Мне кажется, вот эту миссию можно рассматривать как одно из решений. Ну и, конечно, как мы уже говорили, это постоянное сопровождение через курсы повышения квалификации, великолепный курс повышения квалификации, который вошел в федеральный реестр верифицированных программ повышения квалификации Академии Минпроса. Поэтому здесь я думаю, что должно все получиться. Поэтому вот данные выявленные проблемы, они стали основанием для обсуждения системы сопровождения кадетского образования и включения этих мероприятий в план, о котором мы сегодня будем говорить. И в этой связи, что мы понимаем и что мы сегодня в рамках круглого стола, уважаемые коллеги, будем обсуждать. У нас есть кластеризация данных проблем. Это и кадровое обеспечение. И я здесь уже не стала приводить цифры, но, уважаемые коллеги, мы понимаем, что, к большому сожалению, кадровое обеспечение у нас требует постоянного контроля с точки зрения методического сопровождения. Мы понимаем, что мы должны работать именно школьной командой. И команда образования – это одна из тех составляющих, которые сегодня в центре внимания методического сопровождения. И это, конечно, нормативно-правовое обеспечение, это уровень сопровождения нормативно-правовой на уровне республики, закон республиканский у нас есть, на уровне муниципалитета, на уровне образовательной организации. Ну и, конечно, с точки зрения команд организаций, которые реализуют кадетскую составляющую, именно сегодня круглый стол, он позволит нам выйти на уже конкретные решения с точки зрения именно уже реализации плана развития кадетского образования. Очень важно, что в этом плане появился конкурс профессионального мастерства. И мы бы тоже хотели эту тему обсудить. Готовы ли мы к проведению в этом учебном году конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций, реализующих кадетское образование? Какие номинации могут быть в этом конкурсе? Поэтому, коллеги, здесь нам нужна тоже ваша помощь и поддержка. Но мы понимаем, что анализ медийного поля в Республике Коми, уважаемые коллеги, к сожалению, показал, что очень мало внимания в средствах массовой информации уделяется лучшим практикам развития кадетского образования. Коллеги, мы очень оперативно еще раз посмотрели все ссылки. Это, конечно, наши телеканалы, это Коминформ, это газета «Республика». И, к сожалению, единицы материалов, которые демонстрируют опыт работы лучших организаций, которые реализуют кадетскую составляющую. Поэтому, коллеги, вот эта кластеризация проблем, она должна стать основанием для наших и совместных, уважаемых коллеги, действий. Вот именно этому мы бы хотели, чтобы был посвящен наш круглый стол. Спасибо, уважаемые коллеги. Вот такое вводное, профессиональное от меня слово. И я передаю право дальнейшего ведения двум модераторам, это Ирине Дмитриевне и Анжелике Васильевне. Ирина Дмитриевна сейчас выступит и представит информацию о настоящем и будущем кадетского образования.
Ирина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, федеральный методист, поэтому, коллеги, вот именно размышления, наверное, и постановка задач от Ирины Дмитриевны сейчас будет ваш адрес, и далее мы будем уже вместе с вами работать. Пожалуйста, Ирина Дмитриевна. Спасибо, Галина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы не представляете, сколько лет я хотела провести этот конкурс. Очень-очень долго ждала этого времени, то одно мешало, то другое, и вот сейчас мы с вами собрались. Всех еще раз приветствую. Но я хочу сказать, что мое выступление будет разделено на две части. Я дополню выступление Галины Владимировны о том, что у нас, как обстоят дела с кадетским образованием в Республике Коми на сегодняшний момент. А вот будущее направление развития я сразу раскрывать не буду, как я их представляю. А сначала мы послушаем вас, как вы выскажете, какие свои пожелания, как вы видите перспективы развития кадетского образования. Ну и потом уже, может быть, даже мне и придется только как-то повторить. Подведем итоги. Подвести итоги. Конечно. Поэтому я не буду так слишком торопиться и опережать события. Но я начала свое исследование и наблюдение развития кадетского образования с 2017 года, и вот отмечается четкая такая положительная динамика развития кадетского образования в республике, увеличение количества школ и классов. Хотя здесь тоже есть такие вот нюансы. Вот упоминали Княж-Погосский район, в котором сейчас нет кадетского образования, не происходит. А ведь в 2017 и 2018 году там было 3 класса. В 19-20 году стал 1 класс, и сейчас никаких классов там, к сожалению, нет. Хотя потенциал был. Видимо, вот как раз вот не хватило каких-либо организационно-методических условий для того, чтобы вот это вот начало, которое было положено в муниципалитете, оно дало какой-то расцвет кадетского движения. И другая особенность сейчас заключается в том, что вот, везде, во всей нашей федерации наблюдается развитие кадетского движения, и в кадетское движение вовлечены не только кадетские классы, их большинство, но сюда также входят и суворовские училища, нахимовские училища, президентские корпуса, президентские училища, то есть контингент огромный, и здесь где-то около уже 80 тысяч молодых людей, готовых служить Отечеству. И вот вообще кадетское образование, оно задумывалось очень широко, не просто как такое движение, которое вовлекает учащихся в какую-то общественную деятельность, социализирует их, отвлекает от улицы, но суть-то здесь еще и в том, что кадетское образование – это подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному служению на гражданском и военном поприще отчизне. То есть я вот эти вот слова буквально так вот цитирую, потому что и вот здесь вот еще нужно еще раз вот так вот вдуматься, что это профессиональное служение. То есть мы сейчас говорим на уровне предпрофессиональных компетенций, и вот это вот очень важно еще раз посмотреть, что же написано в законе о кадетском образовании, в чем его цель заключается. Так, извините. Так. Нужно сказать, что у нас в республике создание кадетских организаций, школ и классов началось еще задолго до того, как в республике Коми был принят закон о кадетском образовании. В 2015 году был принят закон, а на самом деле вот у нас до 2015 года 9 школ создали свои кадетские классы. И, конечно же, здесь мы отмечаем Сосногорскую школу кадетскую, которая у нас вот наряду с школой из села Коровье Ручей является вот таким вот флагманом развития кадетского движения. И затем уже, потом уже после 2015 года вступают в силу законы, которые были приняты в Российской Федерации. Но вот здесь на что обращу внимание, вот внизу слайда у меня есть вставка о том, что был разработан такой вот важный документ, как типовое положение о кадетской школе. Это положение было разработано еще до принятия закона об образовании, и это положение модернизировалось
до 2012 года дважды. И вот сейчас особенность заключается в том, что мы живем без положения, без какого-либо приказа о том, какое должно быть положение о кадетском образовании. То есть вот как отменили в 2013 году эти два устаревших положения, так и вот сейчас вот мы живем на остатках старого приказа о старом положении. Но пока это положение работает и тоже приносит свои плоды. Вот это вот одна из проблем, которая сейчас у нас, которая затрудняет формирование, это сейчас очень актуально, формирование единого пространства в плане кадетского образования. Далее очень существенное изменение вносит закон об образовании, статья 86. Так? И вот в этой статье как раз упоминается дополнение, нужно сейчас уже рассматривать кадетское образование с позицией именно с позиции уточнения этого закона, статья 86, пункт 1, так, здесь четко уже прописывается и особенности казачьего движения, детского казачьего движения. И я знаю, что у нас тоже есть в Республике Коми казаки, да, и вот, наверное, нам расскажет представитель, да, этого муниципалитета о том, в чем особенность, чем отличаются просто кадеты от кадетов-казаков. Довольно-таки интересно. Да. Далее, почему мы обращаем внимание опять к закону? Да потому что закон позволяет нам уже рассматривать механизмы осуществления кадетского образования на уровне сетевого взаимодействия, о чем уже было сказано, и нужно только документально, грамотно выстраивать эту систему совместной работы школы и учреждений дополнительного образования и силовых структур. Так, ну вот здесь упоминается приказ, который отменяет предыдущие приказы 2010-2011 года. Так. Так. Ну и вот законы, которые изданы на уровне Республики Коми, это закон об кадетском образовании в республике, он принимается одновременно с законом о патриотическом воспитании граждан Республики Коми. Так, положения этих двух законов, они очень дополняют друг друга и позволяют уточнять направление гражданско-патриотического воспитания. Так, далее. Ну вот современный вот приказ о том, в каких направлениях будет развиваться далее кадетское образование от 1 октября 2021 года, 635 приказ. Коллеги, я уточню, вот кто находится с нами в очном сейчас режиме участия, кто знаком уже с этим приказом? Честно? Нет? То есть, смотрите, 1 октября, я хочу внимание обратить, здесь отмечено, рекомендовать руководителям управления образованием, муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов Республики Коми исполнить план мероприятий. Подписан Натальей Владимировной Якимовой данный приказ, утвердить план. Институт будет отвечать за методическое сопровождение, и муниципалитеты уже предполагали, что мы, ну вот уже, наверное, да, уже должны были с вами обсудить, но мы предполагаем, что мы на себя эту миссию сегодня взяли. Поэтому, коллеги, сегодня в завершении круглого стола я попросила коллег, мы его вам обязательно передадим, потому что в этом плане, вот Ирина Дмитриевна будет об этом говорить, кроме организационно-методических мероприятий, которые мы предлагали, они как раз сетевые, обозначено и формирование регионального типового учебного плана с методическими рекомендациями, разработка и публикование комплекта учебно-методической литературы, ну, обобщение лучших практик, создание программ повышения квалификации и даже создание стажировочных площадок в каждом муниципальном образовании. Вот это мы сегодня обязательно с вами будем обсуждать, и я бы хотела, чтобы в завершении мы даже прошли по логике данного плана, потому что это очень важно, потому что обсуждая сегодня какие-то перспективы, мы должны в полной мере сегодня
понимать, что эти перспективы должны быть связаны с исполнением данного плана, подписан Министерством образования, молодежи, это очень важно. Да, Спасибо, Галина Владимировна, да, уже потому... ничего не смогу комментировать. Да. То есть, ну, конечно, за этим приказом теперь нужно будет только изучать, работать на местах всем организациям. Да, и создавать именно те условия, которые позволят нам все это, да, реализовать. Да, пожалуйста. Нужно сказать, что направление развития кадетского движения у нас очень разнообразно. И вот мы посмотрим на слайд. Сотрудничество осуществляется с самыми разными организациями, не только, будем так говорить, военизированными, да, но и с организациями культуры, спорта. Где-то там у меня еще написано с Сыктывкарской епархией. Так, и очень много дополнительных программ разработано с вовлечением ветеранов боевых действий. И вообще ветераны боевых действий являются очень активными участниками развития кадетского движения. И, конечно же, вот такое вот разнообразное сетевое взаимодействие, оно позволяет определить направление программ дополнительного общеобразовательного, общеразвивающего содержания. Преобладают, конечно же, если так по классификации направлений дополнительного образования, то преобладает направление техническое. Так? Это среди них основы военной службы и пожарное дело. Так, вот неоправданно сейчас низко представлены программы по техническому творчеству обучающихся. Вот здесь вот можно даже сказать, что в тех школах, в тех муниципалитетах, где имеются точки роста, IT-кубы, кванториумы, да, вот нужно развивать уже сетевое взаимодействие не только вот с теми организациями, которые я назвала, носящими такой предметный характер, да, но уже устанавливать новые какие-то связи вот с такими структурами, с новыми структурами. И сейчас на всех уровнях государственной власти говорится о том, что нужно теснее сотрудничать с различными организациями. Это будет и межучрежденческое сотрудничество в районе муниципалитета, это будет и межучрежденческое сотрудничество среди разных ведомств. И это может быть сотрудничество на уровне разных муниципалитетов. Вот насколько нам известно, так сотрудничают школы Сосногорска и села Коровий ручей. Вот, пожалуйста, вот такой опыт тоже нужно транслировать и обобщать. Следующее направление, конечно, да, оно везде широко представлено, это физкультурно-спортивное направление, и здесь преобладает рукопашный бой и общая физическая подготовка. Художественное направление также хорошо представлено, довольно-таки широко, но это по данным 2018 года, 18-19 год. Изучаются основы военной истории, основы православия и основы профессиональной ориентации. Всего 2 программы я заметила, хотя надо бы таких программ и побольше разрабатывать. Так, и, естественно, научное направление, основы медицинских знаний и основы краеведения. На что хочется здесь обратить внимание? Что некоторые программы реализуются на протяжении всех 5 лет. Ну вот, например, пожарное дело может реализовываться на протяжении 5 лет, рукопашный бой, огневая подготовка с 5 класса по 9 класс. Но я с большим интересом смотрела программы, заходила на сайты, где могла докопаться до этих программ. Что меня поражает? Меня поражает то, что нет перспективы развития каких-то предметных и профессиональных вообще навыков обучающихся вот с 5 класса по 9. Вот, и в моем таком вот представлении, если имеется курс, программа представлена «Строевая подготовка с 5 класса по 9», то, мне кажется, в таком случае мы все должны быть уже на Красной площади и маршировать там прекрасно. Вот почему-то такого нет. Или, например, пожарное дело.
Та же самая ситуация. С 5 класса по 9 изучается. То есть, что там дети делают, тоже непонятно. Как умения развиваются из класса в класс. Другой вопрос, который меня вот несколько взволновал. Огневая подготовка начинается с 5 класса. И в 5 классе уже дети изучают основы огневого боя. Вот если в 5 классе детей уже учить сразу же стрелять, то интересно тогда, что они уже у нас потеряют какой-то, что ли, страх или перестанут уважать жизнь, и вот не готовы будут стрелять уже. Вот как с психологической точки зрения можно рассматривать такой вот курс огневой подготовки с 5 класса по 9. Вот здесь вот нужно, наверное, ранжировать каким-то образом, что вот какой-то блок где-то там на уровне среднего общего образования можно будет развивать, чтобы детки получали социализацию, развивались с художественной, какой-то эстетической точки зрения, физическая подготовка у них, повышалось качество физической подготовки. А вот какие-то силовые, наверное, уже навыки, да, приобретать несколько позже, когда уже ребенок созреет психологически. Ну вот здесь вот как раз вот... Ну, для размышления, да? Это, вот такая, это вот моя точка зрения, круглый потому стол, что... То есть ведь Потому что я не заметила, что какие-то там есть вот подвижки, что-то вот конкретно изучается. Коллеги представят, я думаю, опыт, Да. хорошо, да. Так, что у нас еще из проблем, которые вы хотите? Так, обобщение опыта. Обобщение опыта, к сожалению, у нас недостаточно представлен опыт преподавания каких-то специальных дисциплин, опыт ведения каких-то курсов дополнительного образования. В основном вот духовно-патриотическое, духовно-нравственное направление, да, оно представлено довольно-таки широко. Проводятся, Анжелика Васильевна, какие у нас проводятся мероприятия по духовно-нравственному воспитанию? Это рождественские чтения, да? Например, самый такой именно... Красота Божьего мира, рождественские чтения, потом мероприятия... Фестивалька детской чести. Вот. Фестивалька, это самое яркое, ну, оно, мне кажется, такое системное, да, это другое, традиционное, традиционное, да. Да. Но здесь можно показать с разных сторон кадетское образование. Но вот очень мало обобщения, Мы найдем только, вот, это было... Публичного обобщения, да? Публичного обобщения, и то это у нас... Автор книги, автор, педагог, который обобщает опыт создания кадетской школы. Очень прекрасно описано, но мы не найдем это ни в продаже, ни в широком доступе. То есть ты читаешь эту книгу, не поймешь, она принята к публикации, не принята, но написана, как говорится, от души. То есть мы хотим впоследствии, тоже с вами обсудить, у нас есть Республиканский экспертный совет, на который можно принять авторскую программу, и чтобы это было основанием для дальнейшего масштабирования в практику других организаций. И мы обратили внимание, что за последние 5 лет на РЭС не выносили ни одной авторской программы, которая была бы связана с кадетской составляющей. А такая возможность есть. И несмотря на наличие закона, несмотря на нормативно-правовые основания деятельности, с точки зрения учебного процесса, у нас, к сожалению, оказалось, что нет методических не рекомендаций, а именно самих программ, которые могли бы в дальнейшем стать основанием других. Поэтому, коллеги, вот мы хотим к вам даже с просьбой обратиться, давайте подумаем. У нас в институте как раз есть... член экспертного совета, и коллеги у нас, вот Ирина Дмитриевна, член экспертного совета, она мне эту тему и определила, что, к сожалению, никогда не представляет. У нас очень много педагогов выходит именно на представление программ как авторских, по дополнительному образованию. Сейчас, например, мы рассматриваем программу по родной русской литературе. Это хорошо, это статус, и дальше можно ее тиражировать, рабочую программу.
И у нас, к сожалению, нет. Поэтому обращаемся к вам, тоже поразмышляем об этом. В этой связи, даже вот в рамках мониторинга, который проводился вот весной 2021 года, вы также и на муниципальном уровне, и на уровне образовательной организации почти 50% респондентов отметили, что есть проблемы с организацией образовательной деятельности. То есть, соответственно, мы делаем вывод о том, что мы не понимаем, и то, о чем сегодня Ирина Дмитриевна говорила, да, мы принимаем с вами, мы пишем программу учебную на уровень образования, а когда какие курсы, когда какие предметы нам вводить, у нас это законодательно коль скоро не закреплено, и, соответственно, у вас возникают эти сложности. Поэтому вот то, о чем написано, соответственно, в плане региональном, разработка типовых документов. Нам бы с вами это все очень помогло. Как уже говорила Галина Владимировна, мы будем вас активно привлекать к этой деятельности, чтобы как вот сейчас идет обновление рабочих программ учебных предметов в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, чтобы они были рабочими документами, действительно в помощь педагогам. Также мы будем обращаться к вам для разработки программ, в том числе и дополнительного образования, для того, чтобы продвигать и развивать кадетское образование на уровне Республики Коми. То есть это, нам кажется, это очень важно, и поэтому мы приглашаем всех, что мы приняли участие в реализации этого очень сложного, но важного направления, потому что мы с вами все существуем в едином пространстве, и образовательном, и профессиональном. И вот чтобы у нас был единый не только понятийный ряд, но единая нормативно-правовая база, нам кажется, что это важно. Хотели тоже с вами это обсудить, да? Да, спасибо, коллеги. Да. То есть вот, вот вообще никаких вот программ по дополнительному образованию в плане кадетского движения, их просто нет. И даже я могу здесь сказать, что вот любой вот качественный продукт, он будет только приветствоваться, и можно будет назвать его авторским, потому что нет таких вот программ как таковых. Хотя опыт у вас очень большой. А тем более эта программа будет разработана с учетом вашего социального окружения, с привлечением каких-то конкретных сетевых сотрудников, да, то цены такой программе не будет. Главное, чтобы она была разработана в соответствии с требованиями. И все. Так, и вот второе, что удалось найти, вы, может быть, порекомендуете еще какие-либо источники, где у нас опыт обобщен, это вот центр «Радость», школа номер 25 города Сыктывкара. На базе центров военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан тоже можно реализовывать программы кадетского образования, ибо здесь на базе этих центров создаются условия для того, чтобы граждане допризывной подготовки, они качественно получили навыки по основам военной службы. Что дальше? Что дальше? То есть кадетское движение развивается. Кадетское движение развивается. Что дальше? Ну вот у меня, это вот на этом я и закончу свою презентацию, да, но вот у меня возникает вопрос. Да, вот все школы реализуют такие военизированные, я буду говорить, направления кадетского движения. Военизированные, или с пожарной охраной связаны, или это будут полицейские какие-либо классы, военно-спортивные классы. Так. Но ведь цель-то какая кадетского движения? Это профессиональная подготовка еще и гражданскому служению отчизне. Вот гражданская составляющая кадетского образования, она вообще выпала у нас. А даже, может быть, даже реализация этого направления кадетского образования, как гражданственность, да, оно будет, может быть, даже стоить дешевле, не нужно будет таких материальных затрат. Но это для размышления. Да, для размышления. Да. Итак, что же дальше? Вот что дальше, это мы потом с вами уже подведем итог, когда вы выскажете свое мнение, расскажете о своем опыте. Коллеги, у нас для очных участников есть такие профессиональные карты. Вы можете, как только возникает у вас мысль по предложениям в резолюции, вот они у вас, коллеги, Иван Геннадьевич, есть у всех, мысль зафиксировали, отложили. Вот сейчас выступила Ирина Дмитриевна, да, можно что-то предложить, зафиксировали. Поэтому, коллеги, посмотрите, у каждого почти по 10 таких профессиональных карт. Не стесняйтесь. Видите, у всех есть они. Да, не стесняйтесь.
По одной. Договариваем, коллеги. С двух сторон напишем. С двух сторон. Поэтому сейчас раздадут. Коллеги, кто с нами находится в онлайн-пространстве, тоже подключайтесь. У нас есть возможность через Teams в чате тоже обозначить свои предложения. Самое главное, чтобы у вас была постоянная профессиональная сейчас активность. Зафиксируйте, не подводя итоги круглого стола, какие-то предложения, а прямо сейчас. Что-то пришло, да, это важно. Зафиксируйте. И мы подведем итоги, мы соберем, обсудим вместе с вами. Максим Станиславович, у вас есть там возможность, да, в Teams, в чате писать? Может быть, кто-то в чате что-то пишет нам, коллеги? Либо кто-то хочет сказать? То есть, коллеги, в чате можно отмечать какие-то уже свои мысли. Кто-то, может быть, хочет взять слово, либо потом подумать. А вот кто-то в чате уже пишет нам. Нет, не пишет только. Хорошо. Итак, да, уважаемые коллеги, ну что, мы продолжаем тогда круглый стол. Ирина Дмитриевна, спасибо за вступление профессиональное. Мы начинаем работать уже с нашими коллегами, и мы передаем слово Коснаревой Наталье Михайловне. Наталья Михайловна, вы с нами очно. Наталья Михайловна обозначила тему выступления, поделится опытом. Пожалуйста, Наталья Михайловна. Я приехала с Вильгардской средней общеобразовательной школы номер 2 в село Вильгард. Наше кадетское движение развивается с 2018 года, вот уже 4-й год, как мы в этом кадетском движении варимся. Ну, мне кажется, и я вот как бы убеждена в том, что нам очень повезло, что мы вошли в эти 2%, что с нами работает очень заинтересованный офицер, да, воспитатель-офицер, у которого есть свое видение развития кадетского движения на уровне, может быть, какого-то своего опыта. И он у нас человек такой, что прошел и какие-то операции, да, военного характера. Вот, поэтому нам, конечно, в этом плане очень-очень сильно повезло. В начале, в 2018 году, к нам в кадетский класс пришло 27 человек. Довольно-таки большое количество из нас было. Вот. И по мере того, какие требования мы предъявляли нашим детям, было очень много, знаете, наверное, сначала какого-то непонимания и со стороны родителей, и со стороны, может быть, учителей-предметников, как мы будем строить свою работу с кадетами. Но, тем не менее, мало-помалу мы все-таки пришли к осознанию того, что это очень хорошее, очень важное и нужное дело. Ну, во-первых, не знаю, как в других школах, я говорю только за свою школу, у нас в кадетский класс был очень строгий отбор. Это был отбор и по физическому состоянию детей, и по тому, с какими результатами они пришли в 5-й класс. Это были в основном наши учащиеся были отличники и хорошисты, потому что администрация школы дала нам сразу же такую установку, что это должна быть, не побоюсь этого слова, какая-то элита. И к 9 классу это должны быть те ребята, на которые будут равняться все остальные учащиеся нашей школы. Ну вот, конечно, вот это знамя мы стараемся, конечно, нести и пронести его до окончания 9 класса. Какие у нас уже традиции в кадетском движении есть? Ну, во-первых, у нас уже 8-классники, 7-классники, 6-й класс и 5-й класс ребята. Они приходят, они смотрят на старших. Старшие ребята у нас уже, им не надо говорить, какая прическа у них должна быть, в каком виде они должны приходить в класс, какая у них должна быть обувь, что у них должно быть с прическами у девочек. Они все это прекрасно знают, потому что каждое утро в 7:55 у нас идет так называемый развод. У нас выстраиваются все 4 класса, теперь уже кадетские, и 5-классники смотрят на 8-классников. 8-классников, конечно же, не стоит как бы, да, вот свое достоинство терять, и поэтому ребята друг на друга смотрят, и, знаете, это очень-очень как бы показательно, когда я как предметник, я учитель математики, когда я прихожу не в кадетский класс, это прям вот разница очень-очень чувствуется. Во-первых, это форма. Форма всегда ребят, конечно, настраивает на дисциплину, на какую-то систему, на какую-то организацию. Затем у нас в школе администрация пошла
я не знаю, на такое интересное, хорошее дело, что так как ребята у нас занимаются допоздна, до полпятого, у нас в 16:30 заканчиваются учебные занятия, ну, вместе с дополнительными, в школе организовано двухразовое питание для кадетов. То есть они у нас питаются после 2-го урока и после 6-го урока, перед тем, как пойти уже на занятия дополнительных курсов. Ну, как вот здесь уже было сказано, это, конечно же, большая проблема, что если у нас есть программы, базовые программы, они разработаны, это все понятно, у нас есть программы дополнительного, вернее, профильного обучения, то вот, к сожалению, те программы, которые мы ребятам даем, как в качестве дополнительного образования, их, конечно же, наши педагоги разрабатывают самостоятельно. И вот, как уже было сказано, мы прямо вот двумя руками за то, что было уже сказано, нам, конечно, эти рекомендации по учебным программам как раз дополнительных, вот этого дополнительного образования нам очень-очень нужны. И, конечно, было бы очень интересно, да, посмотрите, как вот в других школах все-таки ребята обучают, может быть, что-то взять интересного для себя. Ну, к дополнительному образованию кадет мы относим следующие дисциплины. Ну, во-первых, это у нас, как здесь уже было, да, выделено, это хореография. У нас приходит человек с профильным образованием. Это не просто преподаватель дополнительного образования, она у нас дипломированный специалист, она у нас хореограф. Хоровое пение, хор называется у нас «Русская песня», тоже довольно-таки ведет специалист, знающий свое дело. Ребята у нас побеждают на конкурсах районных, это «Звездочки Сыктывдина». Выставляются они у нас и на республиканские конкурсы, на российские конкурсы. То есть здесь у нас в этом плане, конечно, есть достижения. Строевая подготовка, как уже было сказано. Огневая тактическая подготовка, это у нас с 5-го класса ребята занимаются. Я хотела бы здесь отметить следующее. Да, есть ребята, которые, может быть, кого-то там родители заставили пойти в кадетский класс. Но сейчас у нас пришли ребята, пятиклассники, это просто, знаете, это просто такие ребята, интересные, очень интересные ребята. У нас классный руководитель, я бы не сказала, что молодой специалист, у нас уже классный руководитель с опытом. И, если честно, она говорит, я даже их боюсь, потому что это такие ребята, которые говорят, Елена Николаевна, вот вы послушайте, как вот другие там классные руководители, а вы вот что-то вот не прослушайте, чтобы наш класс все-таки был не хуже, чем 6-й, 7-й, 8-й кадетский класс. Вот. Обучение идет, ну вот, знаете, как бы ребята идут подготовлены в том плане, что морально они хотят, Они сами собой да, они сами занимаются. Очень интересно за ними наблюдать на переменах, когда их никто не строит, а строевой подготовкой они все равно занимаются сами. Они как-то вот стараются быть не хуже, чем их старшие товарищи. Дальше у нас есть общая физическая подготовка и такие предметы, как ратная история Отечества мы изучаем, краеведение изучают наши ребята и рукопашный бой. Рукопашный бой у нас начинается с 6-го класса. Да, не с 5-го, а с 6-го класса. И, конечно же, так как инициатива у нас открытия кадетского класса все-таки в большей степени шла от администрации школы, здесь, конечно, администрация школы всегда идет навстречу нашему кадетскому движению. Вот, материально-техническая база создана, мы считаем, в школе очень-очень хорошая в этом плане. У нас есть и автоматы, надо было пистолеты, значит, нам предоставлены были, была возможность такая, да, пистолеты нам приобрели. Дальше спорт, инвентарь у нас есть, тот, который вот, Анатолий Александрович, как воспитатель кадетского класса, вот такая была заявка, и Рима Степановна Толопова, директор нашей школы, она это все обеспечивает. Вот. Далее, что бы хотелось сказать, да, все более-менее мы теперь понимаем, куда мы идем. То есть мы знаем конечную цель, чего мы хотим добиться. Мы хотим добиться, как правильно здесь уже было сказано, да, мягкая сила, чтобы это были ребята всесторонне какие-то развитые, не только в физическом плане, а вот и в техническом творчестве. У нас есть точка роста.
Мы ребят никогда не ограничиваем и не говорим, что ты вот только занимайся строевой подготовкой и больше никуда не ходи. Они у нас занимаются и в спортивных секциях, они у нас ходят и в художественную школу, они у нас посещают там какие-то еще, помимо того, что хореография есть в кадетском классе, они посещают еще у нас в город, ездят в студии там, современного танца. То есть в этом плане как-то с режимом дня мы мало-помалу с родителями договариваемся. И если ребята хотят заниматься еще чем-то помимо кадетского движения, они успевают заниматься. И еще тем, чем хотят. Но вот перспектива какая, дальнейшая перспектива, вот здесь, конечно, возникают вопросы. Да. И вопросы, я думаю, возникают не только у педагогов, не только у ребят, может быть, ну, в силу своих каких-то возрастных особенностей, они, может быть, про это пока не говорят, но тем не менее, они то сейчас нам задают вопросы. А вот Наталья Михайловна, хожу я в этот кадетский класс, и все давным-давно уже дома, а я ведь вот здесь до 4:30. А мне вот почему, вот, может быть, какие-то мне баллы потом по моему ОГЭ, там, ЕГЭ. И мы говорим, конечно, наверное, эти баллы должны быть обязательно. Ведь они, понимаете, они у нас такие ребята, которые интересующиеся. И они даже нам говорят, вот волонтеры, волонтерское движение. А мы с нашими кадетами, я думаю, что вот в тот маленький процент, когда по кадетскому движению говорят на уровне республики, мы все-таки туда попали, наша городская школа, мы, значит, взяли в шефство, не шефство, как это лучше сказать, Анатолий Александрович, мы ходим очень часто на могилы солдат, которые вот и ветеранов Великой Отечественной войны, и ветеранов локальных войн, вот. И этим же самым делом ведь занимаются волонтеры. Но волонтерские движения, да, у них имеется книжка волонтеров, они там баллы записывают, и все равно эти баллы какой-то бонус дают им еще и при поступлении какие-то учебные заведения. У юнармии тоже. У юнармии тоже есть эти же самые, да, баллы. Вот сейчас у нас кадеты в этом году и уже с прошлого года, с позапрошлого, они у нас получают значки ГТО, там, серебряный значок, золотой значок, это тоже все хорошо, баллы приносит. И вот здесь вот на круглом столе, может быть, как-то вот обсудить, как вот, да, а может быть какие-то баллы, вот то, что ребята в кадетстве 5 лет все-таки, да, вот они все равно и занимаются, и как-то представляют и свою школу, и свой район, и, может быть, и республику. В данном случае наши ребята в этом году выезжали на федеральный уровень. Они привезли у нас не просто там какие-то грамоты или дипломы, да, они у нас привезли медали за 3-е место на федеральном уровне. И вот здесь я думаю, что таких ребят можно бы, наверное, как-то и стимулировать на то, чтобы им было интересно дальше, какая-то перспектива, чтобы у них было дальнейшего развития. Вот что-то в этом плане хочется сделать. И еще есть у нас образовательные программы, так называемые курсы по выбору. Есть такое. Вот. И, к сожалению, в 10-11 классе курсы по выбору ребята выбирают, но в силу каких-то планов, которые у детей меняются очень быстро, они эти курсы сначала записываются, а потом они их не посещают. И как раз вот администрация школы у нас, когда мы готовились к этому круглому столу, вышла с такой, может быть, инициативой, может быть, предложением. А сейчас ведь это, мне кажется, очень актуально и для юношей, и для девушек получение водительских прав. И, может быть, получать водительские права как-то можно будет, возможно, получать на базе все-таки школы. Понятно, что вождение, там еще может быть какой-то компонент, один из компонентов получения водительских прав, понятно, что нужно будет проходить в ГИБДД, но тем не менее, да, вот эти 10-11 класс, это устройство автомобилей, это правила дорожного движения там, и так далее, это как раз можно, может быть, проводить на уровне школы. И тогда и юноши, и девушки, я думаю, что в этом будут очень даже заинтересованы. Это будет их тоже как-то подстегивать, стимулировать, и этот интерес у них подогревать. Вот что больше всего как бы нас пока волнует, это перспектива. Это перспектива. Мы, конечно, ребят держим и настраиваем на то, что должно быть все хорошо, и что на уровне республики и, наверное, Российской Федерации этот вопрос будет как-то решен. Но сегодня нас ребята провожали и говорили, что, пожалуйста, вы этот вопрос поднимите. Как мы будем, что мы будем дальше, что нас ожидает.
Спасибо, Наталья Михайловна. Конечно, очень важно, что сегодня юное поколение уже задумывается о своем профессиональном выборе, о своей профессиональной судьбе. И именно отношение к профессии, которое формируется сегодня, это очень важно, начиная уже с 5 класса, оно сегодня определяет, что должны быть, конечно, изменения, которые связаны с получением индивидуальных баллов при поступлении в организацию высшего образования. Мы в прошлом году проводили круглый стол с силовиками, которые как раз говорили о целевом поступлении в профильные вузы. Но это вузы МВД, это вузы МЧС. И вот именно о перспективах целевого обучения, мне кажется, здесь надо говорить. Потому что в рамках целевого обучения наши дети могут поступать по особому виду конкурса на основе целевого договора между республиканской организацией, которая направляет ребенка в федеральный университет. Поэтому первое направление, которое, думаю, надо отдельно обсудить, это как раз целевое поступление ребят из кадетских классов в профильные вузы. МВД точно, МЧС и пожарная, да? И Министерство обороны. Министерство обороны. Вот эти три федеральные структуры, мы подключились к этой системе. Очень хорошо, что вы сейчас подняли, может быть, именно через целевое обучение. А вот по поводу статуса кадета, я когда готовилась к круглому столу, я это увидела. Сейчас обсуждается перспектива, как у волонтеров, именно получение такого статуса. Вот есть статус волонтера, и это дает действительно те необходимые бонусы, которые важны для ребят. Мы очень понимаем, да, что вот эти 10-15 баллов при поступлении не смогут сыграть роль. Поэтому если мы даже в рамках круглого стола сейчас это тоже обсудим и будем инициировать, я думаю, это будет правильно. Но на федеральном уровне уже тоже об этом задумываются, поэтому объединение вот таких профессиональных инициатив – это очень важно. И я увидела, что обсуждалось понятие статуса кадет. Это потому что оно сейчас, к сожалению, на федерации не закреплено. И вот форум, который сейчас был в октябре, но форум это были казачьи кадетские организации, наверное, Иван Геннадьевич знает, да, о том, что собирали именно казачьи кадетские организации, поэтому здесь я думаю, что можно это рассматривать и такой инициативой, потому что организаций много, это очень важно сегодня их поддержать и поддержать будущее нашей нации. Хорошо. Да, конечно, пожалуйста. Там в презентации не было указано управление Росгвардии Республики. Росгвардии, да, потому тоже что можно. Как раз вот нашими шефами, конкретно Росгвардия. Движение, управление Росгвардии, там очень тесно сотрудничаем. И по поводу поступления. Да. Ну, целевое, понимаете, направление, что вот любой человек, ребенок может прийти любой в отдел кадров, дать мне направление, дадут любому. А поступить, не поступить, это дело десятое. Единственное, что они могут сделать нам, как наши шефы, как они сейчас говорят, да, мы будем просто напишем рекомендацию и будем сопровождать. Это максимум, что они могут сделать. Да, да. Все. Поэтому я говорю, здесь надо два направления рассматривать. Это индивидуальные баллы и целевое, когда они уже персонально сопровождают. Мы с ней об этом говорили. Мы когда подняли вопрос, они говорят, ну к нам мало кто обращается, на самом деле, из кадетских классов. Потому что у них много вопросов, а где брать действительно тех, кто готов. Поэтому вот эту систему профориентационной деятельности, именно связанную уже с целевым обучением, думаю, надо обсудить нам вместе с вами сегодня, и, может быть, этому посвятить еще одно наше мероприятие, когда мы пригласим и МВД, и Росгвардию пригласим, и МЧС, и они очень усиленно с нами работают, только весной. Я говорю, коллеги, это поздно. Дети должны уже понимать, куда поступают. Это, вы должны рассказывать о своих вузах где-то уже в сентябре, в октябре, чтобы мы выстроили эту работу. А хорошо, если бы вы рассказали это и пятиклашкам, шестиклашкам, и восьмиклашкам. Конечно, это очень важно. Поэтому это дети, которые должны быть... Мы эту работу по заявке школы... По заявку. Начинаем с сентября месяца, да. Они готовы в любое время. Да, они готовы, но мы хотели, чтобы это было системно, чтобы не только организация сама заявила, вот придите к нам, а что это было системно, на такой правильной основе для всех, для организаций, которые находятся в Усть-Илимском районе, мы об этом, Ижемском районе. У разных всех возможностей, поэтому вот сейчас, например, мы понимали, мы когда определяли
уровень целевых договоров, то у нас, к сожалению, в республике очень маленький процент целевых договоров, которые заключаются и которые дети поступают в федеральный вуз на основе целевых договоров. А из кадетских классов, ну вот мы можем провести сейчас мониторинг, мало кто поступает. Мы сейчас с ними проводили такую беседу. Они говорят, мало. Что-то вот, поэтому надо что-то, да, что-то надо еще менять, поэтому тоже, да, я знаю, поэтому они к нам обращались. Вот я об этом говорю, что они обратились к нам весной, давайте проведем, расскажем о своих вузах. Я говорю, это поздно уже. И у них был недобор на именно целевые места от республики, а в федеральных вузах подведомственных этим организациям выделяют целевые места для республики Коми, там, для Карелии. И у наших был недобор. Это да, тут до обидно уже доходит, потому что мы готовимся с 5 по 9 класс. Да. 5 лет. Да, что 5 лет. Потом они приходят в старшие классы, да. их переодевают в форму юнармии, Да. и они уже юнармия. А юнармия, по сути, палец за палец не ударила, правильно? Да. Но, кстати, я могу да. сказать, что, допустим, в нашем военкомате в городском, да и вообще в республиканском, эту тему знают хорошо. Да, и да. когда приходят люди поступать в военное училище, двое желающих, вот кадет с такой стопочкой грамм и юнармец с такой пачкой, возьмут кадета. Конечно, потому что у него То была есть отношение к подготовка. кадетству какое-то недоработанное, Да. неоцененное, что ли. То есть кадеты, а статуса никакого нет. Потому что вот статус, да, и они мало знают о содержании работы, что это работа такого длительного периода, это именно становление личности, а не просто часть каких-то мероприятий. Здесь вот это надо, и мы готовы с ними говорить, поэтому, может быть, их мероприятия проведем совместно и с ними, потому что мало кто знает содержание кадетского образования, как мы поняли. Когда встречались, а мы встречаемся с специалистами кадровых служб, они говорят, да, а мы не знали об этом, а мы это не знаем. Поэтому здесь должна быть такая работа более системная. Коллеги, Хорошо. я сейчас вас обрадую. Да. Коль у нас так разговор уже сюда, не буду дожидаться завершения, да. Я вам скажу, что с 2018 года, вот когда там, а что дальше-то Путин показывал, да, разработан проект концепции развития кадетского образования. То есть это концепция, федеральная концепция, проект есть 2018 года. В 2020 году вроде бы уже можно было бы ее и утверждать, но помешали известные события. Вот, и это пока еще было разделение Министерства образования. Так, и вот эти вот такие вот коллизии, они помешали реализации вот этой вот концепции, но она разработана. Вы можете найти ее и почитать. И вот там-то как раз ваши чаяния-то и отражены, что да, должны, не, потому что кураторами кадетского образования являются разные ведомственные структуры, вплоть до частных школ. Да, там есть бизнес-кадеты, например, да, вот, которые гражданским-то и занимаются, да, образованием. Вот. И речь идет о том, что как раз вот, да, об этих вот бонусных баллах, от тех, например, если там, выпускник, он прошел на какие-то отличные отметки, а там основы военной службы, да, он имеет достижения в спорте, он имеет как раз вот имеет какую-то корочку по военным учетным специальностям, да, вот этим вот детям, конечно же, им будут даваться какие-то бонусные баллы. То есть вот как раз то, это уже назрело и рассматривается уже на федеральном уровне. И чтобы, ну, коль мы теперь знаем, что есть эта концепция, есть проект, да, то мы теперь тоже можем наряду с планом реализации кадетского образования обсуждать и эту концепцию, и смотреть, а как можно построить сетевое взаимодействие с высокими такими структурами, как мы говорим, силовыми, и искать пути выхода, пути на гражданское кадетское образование. Вы знаете, Ирина Дмитриевна, мы вот, если говорить о сетевом взаимодействии, да, ну, во-первых, когда мы стали работать очень тесно, как я классный руководитель и воспитатель, мы сразу же решили, что мы не будем вариться в собственном соку. Мы, во-первых, недалеко от города, у нас есть где сходить. Вот, и если честно, то когда мы только начали свою работу в 2018 году, у нас уже к концу года было 22 партнера. Это у нас был и медколледж, студенты приезжали к нам, проводили беседы, с детьми проводили какие-то, проводят и до сих пор проводят, да, практические какие-то занятия, это и искусственное дыхание, они учили делать наших детей уже с 5 класса, и перевязки делать и так далее.
Мы очень тесно взаимодействуем с нашими театрами, и музыкальным, и драматическим, где мы только уже с ребятами не были. Очень в этом плане, конечно же, у нас такая идет работа профориентационная с нашими шефами Росгвардии. Мы были и в отряде ОМОН, где, наверное, не каждый туда попадет, и СОБР, и где мы только не были, и ребята нам показывали, не знаю, все, что хотели. И я думаю, что, конечно же, вот то, что касается профориентационной работы, то, что к 4-му году, да, в наших кадетских рядах, вот в моем классе из 27 осталось 23 человека, это тоже результат. У нас ушли вот очень хорошие 2 девочки, но они поняли и сказали, что да, понятно, что это не обязательно мы будем военными, и не обязательно там мы будем где-то маршировать или по улице ходить, там, да, хулиганов ловить. Но они для себя уяснили, что и по состоянию здоровья, здесь немножко и здоровье свою роль сыграло. Они вот у нас ушли и учатся в обычном классе. В принципе, они девчонки, которые, наверное, уже определились. Что касается того, что это именно вот военизированные, да, кадетские классы, но кадет переводится как младший офицер. Да, и поэтому, конечно, здесь все равно то, что касается строевой подготовки, то, что они маршируют, это все равно их несколько, как бы, знаете, вот приводит их в чувство. Да, и координация движений, и все, что мы вот хотим в ребятах воспитать. Мы сейчас совсем недавно, вот последний пример такой, мы были, значит, у наших шефов в неведомственной охране. И там ведь вот тоже те же самые офицеры говорят, что ребята, это не обязательно, там, да, понятно, что это у нас военизированная структура и все, но вы затем уже можете быть и на гражданке кем? И юристами, и экономистами, там, бухгалтерами теми же самыми. То есть вы можете быть инженерами, где-то в техническом направлении себя проявить. Этому тоже всегда с ребятам указано. Хорошо, спасибо, Наталья Михайловна. Тема для обсуждения обозначена. И я передаю слово Татьяне Валерьевне Семеновой и Чупровой Елене Валентиновне. Татьяна Валерьевна – это директор школы, а Елена Валентиновна – заместитель директора. Это школа номер 31 города Сыктывкар. Уважаемые коллеги, вам слово. Очень значимая тема. Мы продолжаем говорить о совершенствовании работы кадетских общеобразовательных организаций. Татьяна Валерьевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Мы очень рады всех видеть. Наконец-то мы все друг друга знаем, по крайней мере, я. Очень рада этому событию. Что хочу сказать. Мы привезли небольшой фильм и хотим показать нашу мягкую силу. И начнем, наверное, мы с него, если вы не против. А дальше мы дополним какие-то моменты и ту проблему, которую меня, как директора, волнует. Ну, и я думаю, что на ваши вопросы мы все ответим. Да. Пожалуйста. Фильм снят ребятами, сколько лет назад? 3 года, 2? 2 года назад. Ребята уже 9-классники, которые участвуют вот в этом фильме. Это наша школа. И долины, сколько было, огонь и черный дым. Мы вели машины, а кричали... Здесь уважают патриотические песни, занимаются хореографией и мечтают стать кадетами. Сыктывкарская школа номер 31. Сейчас здесь обучаются 671 человек, из них 111 кадетов. Мне мама предложила поступить в кадетский класс. И когда мы пошли на собеседование, меня спросили, почему я пошла туда. И мне объяснили, что в кадетском классе намного насыщеннее дни. Не как у обычных школьников. Поучился, пошел домой. У нас есть неурочная деятельность, в которую входит строевая подготовка, огневая, вокал. Ребята, что называется, заряжены в поступление в высшие военные учебные заведения. Они получают знания по военным дисциплинам, медицине, учатся разбирать и собирать автоматы. К сборке автомата приступить. Андрей, не торопись. Надо делать все быстро, но не спешить. Больше просить. Вот, нагоняем. Поехали. В обычном классе дети бывают как и сильными, как и слабыми.
Вот ученик отучился на хорошие оценки, ему дали диплом, то, что он окончил школу, и он ушел в школу. А в кадетском там важно изменить, ну не изменить человека, а увидеть его лучшие стороны, а плохие просто из человека убрать. Помимо боевых качеств, ребятам прививают и общечеловеческие. Среди кадетов нет отстающих. Никто не состоит на учете в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних. У ребят просто нет на это времени. Большинство кадетов – мальчики, девочек меньше. Но по некоторым вопросам они могут дать фору. Кадетские классы пользуются большой популярностью среди школьников. Главный критерий отбора – это хорошее здоровье. Ну, без погонов это, так скажем, лысый человек. Ну, он чувствует себя как слабый. Ну или... Да, он слабый. А вот когда ты с погонами, у тебя даже есть какая-то некая сила. Старания педагогов не проходят даром. Ежегодно ребята участвуют и побеждают в межрегиональных конференциях, военно-спортивных играх и квестах, состязаниях по физической подготовке, республиканских троицко-военных патриотических слетах, в республиканском фестивале «Кадетская честь», а также во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Для меня родина – это место, где ты родился, может, даже и живешь. Там, где тебя воспитали, где ты привык находиться. Спасибо. Мы хотели сказать о том, что мы принимаем тоже с 5 класса, но мы не одеваем сразу погоны. Хотя, как сказать, с 1 сентября ребята одевают форму, но они без погон. Прием в кадеты происходит где-то в декабре, но сейчас в связи с пандемией мы это перенесли на февраль, наверное, да? Прошлый год мы проводили. Да, в феврале. Ну и, конечно, стать кадетами с погонами, вот эти говорят, лысый без погон, то есть без силы какой-то. Это нужно, конечно же, хорошо учиться. Это самое первое требование. Не могу сказать, что мы, администрация, набираем отличников в кадеты. Но если вы посмотрели, мы, так скажем, извините за слово, может быть, не совсем профессиональное, делаем из них, слово делаем, да, ребят, которые хорошо учатся. Должна сказать, что в параллели у нас есть 5А, 5Б, например, 5К. Если сравнивать, то кадетские классы всегда выше по уровню и качеству обученности и по обучению. Значит, ну и, конечно же, я бы так сказала, не все сразу становятся кадетами, потому что есть моменты, связанные с дисциплиной, есть моменты, связанные с успеваемостью. Конечно же, вот эта внеурочная занятость, она позволяет им подтянуться, потому что для малышей в 5 классе у нас запланированы дни самоподготовки, когда ребята могут решить свои проблемы, подойти к учителям. Всегда вторая половина дня учителя находятся в здании, и какие-то эти свои проблемы решить. То есть к этому мы их приучаем. Значит, вот очень бы хотели посотрудничать с гуманитарной кафедрой по предмету содержаний значит, таких учебных дисциплин, как родная русская литература. Потому что, мне кажется, мы должны как-то по-другому это все вести именно в кадетском образовании. Родной русский язык. Вот мы пытались изменить КТП в свое время, да. И именно вот текстами насытить патриотического какого-то содержания. Рабочая программа. Рабочая программа этих учебных предметов. Да, и, конечно же, нам вот эту линию хотелось бы очень сильно продолжить. Мы давали открытые уроки именно
на Ижинский район в этом направлении. И напомните, когда, наверное, 2 или 3 года назад. Да, на базе школы был у нас семинар по кадетскому образованию муниципальный, и наши педагоги, которые работают в кадетских классах, они проводили открытые уроки для коллег других школ и проводили открытые внеурочные занятия. В общем-то, ну, семинар прошел так хорошо, и дети очень ответственно отнеслись к этому. Также, конечно же, момент воспитания. У нас, как и во всех школах, я думаю, в нашей республике, момент вот перехода в, так скажем, внеурочные занятия, мы практикуем этические беседы. И эти беседы, спасибо большое, у нас тоже очень замечательный куратор. Спасибо мужчинам, которые остались в образовании. Вот огромное спасибо. Потому что Евгений Владимирович, он, так скажем, как и любой, наверное, куратор, он такой вот тоже мягкая сила. Потому что его слышат, видят, и не повышая голоса, как-то вот он умеет владеть головой, я имею в виду детьми, сознаниями их, настроениями, как-то умеет находить очень язык общий. То есть вот тут, да, спасибо большое, что у нас вот эти моменты этических бесед тоже вот имеют место быть. Также хочу сказать, что в свое время, но, к сожалению, пандемия разлучила нас, мы очень тесно сотрудничали с Уральским государственным лесотехническим университетом. Это были наши партнеры по договору. И даже у нас, так скажем, лежит не подписанный, так как вот пандемия разлучила нас, договор о создании на базе кадетских классов инженерных классов. То есть мы этот момент проработали, и даже вот администрация школы в полном составе, учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации на базе этого университета. Более того, мы участвовали в конкурсах, вот дети того, так скажем, наверное, возраста, да, у нас уже есть выпускники, которые в 10 классе, они вот принимали участие в конкурсе 3D-моделирования в Екатеринбурге. Правда, мы участвовали дистанционно, мы тогда не выехали. Но все курсы, которые привозила нам и проводила нам эта организация, Уральский лесотехнический государственный университет, мы все прошли. Ребята, вот классы 10 выпуска, они все это, так скажем, для себя отработали. Вот, это, наверное, вот этот самый такой животрепещущий момент для меня, как и для администратора, это, конечно, качество образования, чтобы они были конкурентоспособными на рынке. И вот этот момент поступления был, конечно, тоже возможен для них. Сейчас мы, значит, имеем результат. В 10 классе у нас находится 4, да? 4 осталось выпускника, которые ориентированы, конечно, на юридические специальности. Остальные ребята ушли, и мы очень рады, что они с первого раза поступили и продолжают обучение в Сыктывкарском лесотехническом техникуме и целлюлозно-бумажном техникуме, что они хорошо отзываются, что им приятно учиться, что вот этот вкус к учебе мы все-таки привили. Это важно. Да, я считаю, что это очень важно. И вот в дальнейшем об устойчивости и конкурентоспособности, я считаю, это тоже, так скажем, фундамент в дальнейшем для ребят. Что полностью согласна с нашими коллегами. Сейчас мы участвовали в... Тина, помогите, в чем мы участвовали, и предложили конкурс, где Полина у нас участвовала. Народный бюджет. Народный бюджет, да, название вылетело, да. И мы предложили фестиваль для наших вот коллег, которые близ нас, ближайших находятся, да. Поучаствовать в мероприятии, которое центром бы стала наша школа. Там фестиваль такой вот для ребят кадетских классов. Да, мы хотели пригласить 18-ю, 25-ю, 12-ю. На народном бюджете, когда мы предлагали уже этот вариант, но, к сожалению, почему-то на него никто не обратил внимания. Ну, еще раз мы теперь. Проведение таких мероприятий у меня очень большой, потому что начинала вот я кадетское движение, это еще в Иркутске, поэтому привет второй гимназии города Иркутска, да, они с нами наши на кадеты, связи, да, в дальнейшем перешли.
Да, поэтому хорошо. Замечательно. И сотрудничество еще вот с Вильгертом мы прям мечтаем, но нет возможности. И зеленеет. Будем надеяться, да. что появится. Да. И проведение фестивалей не только в Ухте, но будет и в Сыктывкаре. И, может быть, именно несколько площадок мы уже думали, хотели тоже с вами обсудить, потому что традиционно фестиваль проводится в Ухте, но может быть будет проводиться. И будет проводиться обязательно. Но может быть сделать несколько площадок, потому что понимаю, вот это фестивальное движение, оно очень важно для формирования вот именно этого единства. И среди обучающихся, и среди педагогов. Вот это единство профессионально-образовательное, оно очень важно. Да, это Поэтому, очень сейчас замечательно. Да, можно, если это, небольшую такую ага, реплику внести в фестивальное движение, чтобы по возрастам это сделать, раз нас столько много. Да, теперь да. Раз мы такая сила. Вот, поэтому да. я предлагаю, что как-то вот 5-е и 6-е поделить там и так далее. И так Да, далее. может быть, да, для обучающихся это очень будет важно, Да, конечно. Потому что мериться силами с взрослыми ребятами, да. но наши бывали очень рады, потому что у нас замечательный 6-й класс, он такой интеллектуальный, они приехали и сказали, что они победили 10-й там в каком-то моменте. Это да, конечно, это очень сильно, так скажем, поднимает их. Вот, но мы хотели бы, да, чтобы вот в этом отношении нас услышали. Спасибо, коллеги. Обращаю внимание на фильм. Хотелось бы, конечно, чтобы эти фильмы транслировались. И показали бы на Юргане, на других телеканалах. В субботу вместе с родителями посмотрели бы обучающие всех организаций, сказали: господи, как здорово. Какой классный опыт. Я тоже хочу стать кадетом. И вот мне кажется, вот этого нам тоже не хватает. Несмотря на то, что у нас есть и фильмы, сейчас коллеги тоже будут выступать, и нет у нас вот именно передачи, публичной передачи вот нашего уже опыта родительскому сообществу. Поэтому тоже я хотела, чтобы мы об этом подумали, и фестивальное движение, конечно, это тоже очень важно. Спасибо, коллеги. Юнир Рашитович, вы вместе с нами сегодня подключаетесь онлайн. Кадетская школа, город Сосногорск. Бекчурин Юнир Рашитович, мне сказали, что вы с нами. Можете подключиться. Мы вас все будем видеть и слышать. Юнир Рашитович, не надо поделиться. Есть? Коллеги, Юнира Рашитовича нету, потому что по техническим причинам присутствует только сотрудник управления образования. Все, что можем, мы ответим. Хорошо, то есть выступление не будет сейчас? Про выступление Юнира Рашитовича никто ничего не говорил, он мне единственное сказал, с ним связывались, и он какое-то видео посылал в ваш адрес. Светлана Николаевна Чушева, директор школы, общеобразовательной школы номер 18, город Сыктывкара. Здравствуйте, уважаемые Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я уже говорила, что презентацию будьте добры. Да, сейчас подключаем, Светлана Николаевна. Потому что есть опыт работы, у меня был достаточно большой опыт работы в Иркутске, когда я приехала в Сыктывкар и начала свою работу, то с 2015 года в 18-й школе действовали кадетские классы, были открыты 2 кадетских класса. И вообще на протяжении всех этих лет с кадетскими классами большое внимание, работа с кадетскими классами, большое внимание уделялось именно формированию воспитательной системы, развитию кадетского движения и изучению и применению регионов. Так как единых подходов, мы понимаем, на сегодняшний день нет, поэтому мы каждый что-то для себя придумывал, что-то делал. И, в общем-то, наверное, объединяло нас одно – это цель создания кадетских классов и, конечно же, задачи, которые мы перед собой ставим. Ну, я ничего нового не скажу в целях и задачах. Будьте добры, следующий слайд. Единственное, что я хочу сказать, что какие задачи мы решали. Вот вы видели формирование личности кадета до ранней профориентационной работы. Все это мы включаем. Как вы понимаете, все задачи эти невозможно решить самостоятельно, поэтому мы выбрали модель сетевого взаимодействия. Здесь вы можете увидеть
в общем-то, всех наших социальных партнеров, которые нам очень много давали. Об этом вам еще расскажет заместитель директора по воспитательной работе. Но я хочу сказать следующее, что в конечном итоге мы большей частью остановились все-таки на сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Коми, Управлением Министерства внутренних дел России по городу Сыктывкару. Все-таки это наши самые основные социальные партнеры. Хотя я хочу сказать, что сетевое взаимодействие у нас продолжается. Нам никто не отказывает в том, чтобы с нами сотрудничать. Но опять же, основа это все-таки Министерство внутренних дел. Это основной социальный партнер. И на сегодняшний день я хочу сказать, что у нас заключен договор с Министерством внутренних дел. Я вам больше хочу сказать, что это было очень крупное мероприятие, очень значимое, я хочу сказать, даже для республики. Почему? Потому что был подписан договор между министром образования и министром внутренних дел. Проходило это все мероприятие на базе нашей школы в ноябре 2020 года. Таким образом, у нас был открыт класс МВД, как сотрудники МВД называют его полицейский класс, пусть так и будет полицейский класс, да, класс МВД, и было присвоено, это лучший кадетский взвод в нашей школе, и было присвоено имя Александра Яковлева, это прапорщик милиции, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей. И сейчас я хочу передать слово заместителю директора по воспитательной работе, который непосредственно курирует это направление и очень подробно может рассказать о том, что происходит в нашей школе. Спасибо, спасибо. Мы микрофон вам передаем поближе. Можно микрофон подвинуть поближе? Все, хорошо, пожалуйста. Спасибо, Светлана Николаевна. В общем, как уже Светлана Николаевна сказала, да, кадетские классы у нас открыты с 2015 года. И несомненно, чтобы эта работа, да, и движение продвигалось, уже, у нас есть определенные традиции. И одна из традиций, да, и вот ритуал, так сказать, это у нас утреннее и вечернее построение кадетов. Это у нас обязательно, у них в расписании это все входит. Следующее у нас это получается, ношение формы, это само собой, это каждый день кадеты, несмотря на то, что там понедельник, суббота, вторник, они у нас всегда при форме. И вот как раз-таки на утреннем и вечернем построении мы как бы командиры отделений, да, воспитатели кадетского взвода, то есть они отслеживают этот момент, потому что форма это не просто так, они дисциплинируют, чтобы было все чисто, аккуратно, все подшито, погоны все были на местах. Также, как ритуал, это у нас приветствие педагогов кадета. У нас, допустим, если ученики обычных, да, традиционных классов просто стоя приветствуют учителя, то кадетские классы у нас обязательно произносят определенные слова, то есть они приветствуют учителя. Есть такое. Также следующая традиция – это у нас развитие самоуправления среди кадетских движений. Здесь мы стараемся это воспитывать через совет командиров. То есть раз в 2 недели проходит совет командиров, где они обсуждают, получается, моменты дисциплины, да, присутствуют здесь у нас преподаватели могут, которые хотят выступить на этом совете, командиры отделений и высказываются по теме, там, допустим, кого поощрить, кого наградить. И вот как раз-таки вы на слайде видите, да, вот на этом совете командиров принимается решение о присвоении очередных званий. То есть это у нас тоже стало традицией. То есть мы кадетов таким образом стимулируем. То есть лучшие кадеты у нас получают очередные звания. Также следующее, да, слайд вы видите, это у нас присяга, вот как раз таки, о чем говорили наши коллеги, в рамках Дня открытых дверей коллеги у нас получают, кадеты у нас получают погоны, потому что, как вы сказали, в сентябре они приходят по форме, но погон у них еще нету. Все это проходит в декабре месяце, мы также это планируем, и сейчас у нас в декабре месяце состоится принятие, так сказать, очередных кадетов. На данном мероприятии у нас пока ковид, так сказать, да, не внес свои коррективы, у нас присутствовали много, так сказать, практически все сетевые партнеры.
кадеты могли посетить различные мастер-классы, то есть весь день был посвящен именно кадетскому движению. Также и обычные учащиеся, да, кадетских классов, также, не кадетских классов, то есть могли посмотреть и принять участие. Та же самая сборка автоматов, разборка, строевая подготовка, то есть весь день был вот в таком военно-патриотическом, так сказать, стиле. Родители, конечно, тоже принимали в этом участие. Такие достаточно серьезные мероприятия, ребята очень сильно готовятся к этому, родители переживают, очень волнительно на самом деле. Следующая традиция, которая у нас сложилась, это вахты памятни в Дни воинской славы. Но это мы не просто стоим там, да, допустим, вот у нас вот мемориальная доска тоже установлена, то есть они тоже сопровождаются циклом военно-патриотических мероприятий, в которых принимают участие и обычные дети, то есть мы подключаем других учащихся. Следующее, что у нас традиционным для нашей школы, это школьный этап военно-патриотической игры «Зорница». И здесь следует отметить то, что кадеты наши, у нас отдельно, кадетские взводы у нас рассматриваются отдельно в этом этапе, но это мероприятие «Зорница» проводится для всех учащихся, и кадеты наши готовят к этапу, допустим, строя, смотра и песни ребят из других параллельных классов. То есть как модель наставничества. Как модель наставничества идет. А более старшие кадеты, то есть уже у нас есть выпускники, которые обучаются в 10, в 11 классе, они, конечно, принимают участие в этом мероприятии как члены жюри, то есть, как профессионалы, можно сказать. Вот это традиционный этап, и классные руководители достаточно серьезно просят обращаться, но ребятам это, конечно же, тоже приятно. Они, то есть, на себе другую роль прочувствуют. Вот, следующее мероприятие, и одно из самых лучших, наверное, да, в нашей школе, вот военно-патриотической, это митинг, посвящен Дню вывода войск из Афганистана. Он у нас ежегодный, на него традиционно приходит очень много гостей, и как они отмечают, что он, пропитан, то есть до боли этот митинг, и кадеты и выпускники школы даже приходят к нам, чтобы поучаствовать в нем. Достаточно почетно, так сказать. И гости, которые были, так сказать, зрителями, участниками этого мероприятия, довольны. Следующее мероприятие, где кадеты у нас являются организаторами этого мероприятия, то есть не мы для них, а они для нас это делают. Это вот день борьбы с терроризмом. Каждый год мы пытаемся, вот видите, прошлый год, нынешний год, свеча памяти, как-то они подходят все по-новому, то есть не повторяется из года в год. Каждый год какая-то своя изюминка, которая бы могла достучаться, так сказать, до сердец подрастающего поколения, и ребята вот это действительно проносят с чувством и с гордостью. Следующий слайд у нас как одна из традиций, вот как я уже говорила, у нас есть традиционный конкурс «Ученик года», проходит в конце года. Как появились у нас, то есть кадетские классы, да, чтобы застимулировать этих ребят, у нас специальная номинация «Кадет года» и «Лучший кадетский взвод», где ребят мы, конечно, награждаем и таким образом стимулируем к движению дальше. Следующее, да. Как одна из традиций, вот буквально фотографии сделаны вчера, был профессиональный праздник наших сетевых партнеров, вот День сотрудников внутренних дел, и ребята были удостоены такой чести, что принимали участие в концерте Министерства внутренних дел, и, так сказать, все-таки сквозь терни, да, пробрались и поздравили, могли лично вручить благодарственные письма от коллективов школы за взаимодействие. Министру, да. А как выбрали молодого человека, который вручает? Это у нас командир. Это командир, да? Взвода, да. Это почетная миссия. Его лично уже, да, узнают и в управлении образования внутренних дел, когда приходят к нам на мероприятие, то есть ему, как почетному гостю, да, жмут руку. Да. Они вот уже говорят, что это готовый студент вуза силовых структур. А сколько ему лет? Мне кажется, очень... Это у нас 7 класс, 14 лет ему будет сейчас. Да, это важно. Здесь у нас, вы видите, мероприятие представили, которое у нас вручение очередных званий. То есть мы создали, так сказать, свое положение внутреннее, да, где мы учащимся кадетских классов можем повышать звания, то есть лучшим из лучших. То есть у них
появляются новые лычки, то есть меняются погоны, то есть определенный стимул к развитию, к участию в мероприятиях. Таким образом мы тоже, конечно, прививаем. Вот. Поэтому ребята действительно стремятся и стараются. Здесь вот вы видите, Сергей Иванович, да, Адонин вручает вот уже как раз-таки благодарственные письма от министра внутренних дел, ну, подписанные вот Ситским. Грамоты, да, вот за прошлый учебный год. Также не можем, да, не похвастаться успехами наших кадетов. Это у нас на первом этапе вот присвоение званий, потом ребята у нас стали в прошлом году победителями первого муниципального республиканского слета к столетию Республики Коми, который был призеры военно-спортивной уже городского этапа военно-спортивной игры «Зорница». Призерами они стали у нас также на лучший смотр юноармейского отряда, потому что у нас, ну, все кадеты, соответственно, это и члены юноармейского движения. Вот. Ну, хочется еще раз, да, поделиться вот действительно успехами детей, которые уже отмечали сейчас у нас на сегодняшний день званий младшего сержанта. Здесь я уже скажу по всем кадетам, не только по полицейскому классу. Тут 4 учащихся вице-ефрейтора звания имеют 17 человек. Грамоты от Министерства внутренних дел за успехи получили 18 кадет. Сейчас, который прошел у нас школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, у нас 8 учащихся вышли на муниципальный этап, то есть они будут защищать честь школы, да, кадеты, получается, именно. Кадетский, вот этот полицейский класс у нас практически там нету, так сказать, троечников, там 3 человека, которые закончили, вот, допустим, в прошлом году учебный год с 1 тройкой. Ну, мы как работаем, так сказать, над этим и стараемся. Среди кадетов у нас отсутствуют правонарушения, потому что, ну, в любом случае, если будет какое-то нарушение даже дисциплины, мы их выносим на совет командиров, обсуждаем. И самое главное, мы считаем, что есть у них желание продолжать обучаться в кадетском классе. То есть они не пытаются увильнуть, так сказать, ускользнуть, вот, допустим, от дополнительных занятий, от дополнительной какой-либо нагрузки. Также, как уже отмечала, то, что, ну, кадет наших, да, приглашают на муниципальные республиканские мероприятия. Они и в качестве выступающих, и в качестве гостей, также и в качестве волонтеров их приглашают. Поэтому, ну, такое сотрудничество нам тоже льстит, и, соответственно, ребятам и родителям, то, что вот, ну, иногда вот на очень таких больших, крупных мероприятиях города наши ребята принимают участие. Также мы являемся участниками российского движения школьников. У нас есть кадеты, которые заняли 3-е место, вот сила РДШ у нас проходила. Вот. И в шахматных турнирах, да, тоже, которые РДШ проходят, потому что в 5 классе у нас кадеты также по дополнительной программе посещают шахматную школу. Вот. Ну, на сегодняшний день, ну, хочется сказать, чтобы и не себя не перехвалить, да, что, ну, достаточно успешно и на такой, ну, как бы волне мы идем и двигаемся вперед. Хочется продолжать сотрудничество с нашими сетевыми партнерами. Мы пытаемся, также работаем над тем, потому что у нас кадеты тоже до 9 класса, потом они переходят, то есть, ну, в обычные, да, классы, там другие профили у нас немножечко, чтобы это был действительно профильный 10-й, 11-й кадетский класс, чтобы в дальнейшем ребята могли продолжить обучение. Но тем не менее, уже имея выпуск 9 класса кадета, вот сейчас они продолжают обучение в 11 классе, все-таки вот, ну, направление и цель вот поступить в военные вузы у них осталось, да, вот, ну, как бы это достаточно, так сказать, приятно. И еще вот, я не знаю, если у нас вот время, да, вот у нас учащиеся тоже хотели бы продемонстрировать вам видеоролик, который действительно показывает, насколько наши ребята вот, ну, любят свою родину, и вот республику Коми прославляют. Он был подготовлен в рамках конкурса, о котором мы говорили, да, самими ребятами. Спасибо. Мы сейчас как раз его найдем. Коллеги, мы намеренно вас пригласили для того, чтобы представить именно опыт создания профильных классов. Вот это приглашение, оно нами профессионально продумано. Наши коллеги уже выступали на нескольких наших семинарах, когда мы обсуждали вопросы именно профильного обучения. На уровне министерства был сформирован перечень профильных классов. И у нас только одна школа вошла в этот список. Это именно 18-я школа, потому что это был созданный класс
правоохранительной направленности. То есть это профильный класс. И мы обратили внимание, что в других организациях мы определяем это кадетские классы, кадетские школы, но никто не заявляет, и это может быть обращение и к управлению образованием, что в этих школах, классах реализуется профильное обучение и либо создаются профильные классы. Вот это тоже очень важная тема, связана именно с созданием профильных классов. Поэтому вот опыт, да, Светлана Николаевна, он важен, и я думаю, что, может быть, мы еще отдельно поговорим вот именно об этой нормативно-правовой стороне интеграции кадетского образования и именно профильного обучения. А у вас оно как раз представлено и в рамках рабочего учебного плана. Потому что у нас сейчас будет очень важная задача – создание типового рабочего учебного плана. И когда мы начали обсуждать с коллегами, мы понимаем, что правильно, если бы там была вот эта профильная направленность. Ну какая? Что мы в вариативную часть можем заложить? Поэтому, коллеги, то, что только один класс кадетский заявляет о себе как о профильном классе, наверное, здесь какие-то есть нестыковки. Поэтому это тоже проблема, которую я хочу поднять на круглом столе и вместе с вами обсуждать. Вот, Татьяна Валерьевна, вы говорили об инженерном классе. Да, но это перспектива. И вот это да, но пока у нас только... Да. А у коллег получается. И вот почему у них система работы, и тоже демонстрировали именно с МВД, потому что это правоохранительный класс, который создан на уровне нашего министерства, подписано соглашение и создан такой единственный класс. Больше у нас нет. Будет еще один? Да, будет, я имею в виду сейчас, как материал, я говорю, который используется сейчас, это один класс. И вот то, что сегодня говорила и Татьяна Валерьевна, это очень важно. Я бы хотела, чтобы мы эту проблему с вами поднимали и обсуждали. Именно создание профильных классов, кадетские классы, и именно еще и как профильные классы. Поэтому не случайно, когда мы говорим о качестве образования, сегодня профильные классы действительно заявляются на уровне Российской Федерации как классы, в которых формируется высокое качество образования. И такую возможность мы нашим обучающимся должны обязательно предложить. Поэтому, это действительно проблема. Да. Я просто как бы работала до этого в профильных, понимаете, в профильных классах. И я понимала, что если у СИН эти классы, то когда я пришла вот в 18-ю школу, мне было сразу все непонятно, кому они принадлежат. Конечно. Дети. У меня вот такая была проблема. Поэтому понять вот это кадетское движение. Поэтому вышли вот на такой путь. И теперь у нас есть и класс правоохранительной направленности, и в то же время этот же класс является кадетским. Поэтому, коллеги, подумайте. Вот то, что вы говорили, я хотела заострить внимание, но хотела подождать выступление для того, чтобы эту проблему поднять. Это важно. И вот по этому перспективному направлению, думаю, что нам надо с вами вместе работать, выстраивая, если мы говорим о типовом рабочем плане, обязательно с профильной направленностью, чтобы их не потерять, о чем вы говорили, в 10-11 классе. Потому что далее не случайно многие заявляли проблему. А в 10-11 классе что происходит с кадетскими выпускниками? И вот здесь вопрос, который вместе надо обсуждать, чтобы направленность профильная, она продолжалась. У нас, например, в Ухте 10-11 кадетские классы есть, они продолжаются до конца. Это хорошо. Это хорошо. Вот вы тоже об этом, Иван Геннадьевич, расскажете. Да. Но у вас тоже они не профильные, мы посмотрели. Нет, они не профильные. Не профильные. Ну, я знаете, что Поэтому еще вот здесь можно подумать, коллеги, да. Перед тем, как вот посмотреть этот видеоролик, мы его специально взяли с собой, чтобы видеть, что эти дети-кадеты, они участвуют, они как бы включены еще в программу воспитательную школу. То есть они все остальное обязательно. Вот, несмотря на то, что вот у них есть какие-то свои, да, особые мероприятия. Вот я хочу просто... Да, это отдельная тема. Которые дети-кадеты... Конечно, программа воспитания, потому что уклад школы, уклад класса, он должен быть отражен в программе воспитания. Ну что, коллеги, завершая вот этот блок, давайте мы тогда посмотрим, Светлана Николаевна, ваш видеоматериал, пожалуйста. Да, пожалуйста. Максим Станиславович.
Получится. Мы, кадеты школы номер 18 города Сыктывкара, очень любим место, где живем. Наша родина – Республика Коми, один из богатейших регионов нашей большой страны. Это край седьмого чуда света России – гигантских каменных столбов выветривания. Край девственных лесов, которые находятся под защитой Всемирной организации ЮНЕСКО. Край щедрой природы и полезных ископаемых. И, конечно, это край прекрасного коми народа, бережно чтящего свои традиции и сохранившего уникальные песни, танцы, национальные блюда. Столица Республики Коми – Сыктывкар, в переводе с коми языка – город на реке Сысоля. Это небольшой, но стремительно развивающийся город с постоянно растущими домами-высотками. Но старые здания никто не забывает. Их тщательно берегут, ведь они часть истории города. Историческая часть Сыктывкара – излюбленное место горожан. Рядом Кировский парк, центральная Степановская площадь, река Сысола и набережная, музей и памятники. Наш город очень зеленый. Здесь много парков, скверов, стадионов с обилием деревьев. Эти места никогда не бывают пустыми. Сыктывкарцы занимаются спортом и гуляют всей семьей, любуясь красотами. А еще в Сыктывкаре много учебных заведений. Это очень удобно. Есть 3 больших вуза и множество профессиональных учебных заведений. Еще в нашей столице кипит производство. У нас добывают лес, делают строительные материалы, на фермах создаются вкусные продукты. У нас делают бумагу-снегурочку, знаменитую на всю Россию. Мы живем в сердце Республики Коми, в Сыктывкаре, и очень его любим. Наша Родина прекрасна. Спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, сейчас будет представлен опыт уже нашей сельской территории. К нам подключается Карткировский район, Старожевская средняя общеобразовательная школа. Светлана Михайловна Попова, директор школы, с нами сейчас будет на связи. Коллеги, спасибо, мы вас видим. Светлана Михайловна, вы вместе с Татьяной Михайловной будете представлять опыт вашей работы. Передаем вас слово, подключаем, пожалуйста. Не слышно. Надо подключить звук. Видно хорошо. По-моему. Мы попробуем вам помочь. Максим Станиславович, как помочь? Микрофончик. Включите микрофон. Так. Надо выбрать устройство на вашем компьютере. Вы подключили микрофон, а теперь надо выбрать устройство. У вас, возможно, идет звук только на компьютер. Скажите, что им нажать? Максим, как чтобы помочь? они там посмотрели? Да, В нижнем углу, что у них там стоит мужчина, что-то делает. Нет, это Максим, возьмите мне мой микрофон, подскажите, Максим Станиславович. Может быть. Не слышно, нет. Светлана Михайловна всегда активно принимает участие в наших мероприятиях, поэтому мы не ожидали, что будет проблема. Мы всегда подключаем активно. Иван Геннадьевич, вы сейчас с нами. Иван Геннадьевич, да. Давайте поработаем вместе сейчас с вами. Коллеги, Светлана Михайловна, мы вам поможем. Сейчас позвоним и прокомментируем, как подключиться. А сейчас вместе с нами работает Иван Геннадьевич, классный руководитель 7-го кадетского класса средней общеобразовательной школы номер 18, город Ухта. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги.
Я, как учитель истории и обществознания, хочу рассказать об опыте работы нашего учебного заведения по кадетскому движению с точки зрения историка. Поэтому будет немножко такой историческая информация. Потом я дам характеристику, что собой представляет вообще кадетское движение, его мероприятия, как в рамках учебного заведения, так и в нашей школе в современности. Ну, наша школа одна из самых многочисленных в муниципалитете, но есть и другие ее отличия. Дело в том, что наше учебное заведение является родоначальником кадетского движения в Республике Коми. Именно у нас 1 сентября 1996 года на основании постановления главы МУГа Ухта в целях создания эффективных условий воспитания юношей в духе патриотизма, подготовки их к службе в рядах российской армии и поступления в военное учебное заведение, в параллели 10 классов был открыт первый в Республике Коми кадетский класс. Наставником кадетов стал Александр Васильевич Платунов, преподаватель основ жизнедеятельности, майор в отставке. С этого времени в кадетские классы стали принимать юношей, окончивших 9 класс, имеющие определенные физические данные. По поручению директора Филатова для обучающих кадетских классов были разработаны дополнительные образовательные программы, включающие в себя строевую, огневую подготовки, углубленное изучение военных уставов. Особое место занимали уроки по истории стрелкового оружия, изучение жизнедеятельности великих полководцев, начиная от князя Олега и до маршала Жукова. Учащиеся кадетских классов носили форму военного образца. Военкомат выделил 8 стволов автомата Калашникова калибром 7,62 мм. Был заключен договор на внеконкурсное поступление наших выпускников в высшие военные учебные заведения страны. В 2002 году должность директора 18-й школы заняла Валентина Николаевна Коннова, учитель математики. При ней укрепились существующие традиции и были введены новые. Так традиционными мероприятиями стали День кадета, конкурс военно-патриотической песни, тактические учения на местности. Кадеты 18-й школы Ухты стали ежегодно принимать участие в общегородских мероприятиях, почетных караулах, на городских митингах, посвященных Дню Победы, Дню вывода войск из Афганистана, а также выносах знамени Ухты. Старшеклассники ежегодно с удовольствием участвовали в лыжных пробегах по маршруту Ухта-Усть-Ухта с возложением гирлянды славы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По мнению Кононовой, выпускник-кадет обязательно проникался духом коллективизма, воинского братства, что немаловажно на срочной военной службе. Но даже если юноша не пойдет в армию, он с удовольствием будет вспоминать свое кадетское прошлое. Хотя бы потому, что, став мужчиной, он всегда будет готов взять на себя ответственность за решение той или иной задачи, то есть способен стать настоящим главой семьи. Да и вообще кадетская подготовка непременно помогает хотя бы выживать в нашем жестоком мире. Учащиеся в кадетских классах являлись победителями в городских республиканских олимпиадах по физической культуре и ОБЖ. Выпускники ежегодно поступали в высшие учебные заведения по линии МВД, Госпошнадзора. В списке выпускников курсанты столичного военного университета, военной академии Санкт-Петербурга, Серпуховского военного института и ракетных войск. К сожалению, в 2008 году из-за отсутствия финансирования, отсутствия понимания администрации города Ухты, кадетские классы средней школы номер 18 города Ухты прекратили свое существование на целых 4 года. Алексеевич Карипанов с 2010 по 2014 год руководил средней школой номер 18 города Ухты. Идея воссоздания кадетских классов была тогда у всех на устах. Нам предстояло возродить это движение, вспоминает Юрий Алексеевич. Помочь в возрождении кадетства в школе взялось Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми. В исправительной колонии номер 24 для ребят пошили форму. 1 сентября 2012 года был набран 5-й кадетский класс под руководством Виталия Викторовича Муравьева. Сотрудники службы еженедельно проводили занятия по строевой огневой подготовке. Это будут не просто ребята, а сплоченный одной целью коллектив. Мы работаем не на форму, а на содержание, отмечал публикации Карипанов. Юрий Алексеевич добился лицензирования на право ведения специалистами в школе курсов для старшеклассников по вождению автомобилей, операторов ФВМ, многих рабочих специальностей. В последующие годы набор в кадетские классы велся и в 5-е, и в 10-е классы. За 4 с небольшим года своего руководства школы Виталию Викторовичу Муравьеву удалось достичь многого. Во-первых, именно по инициативе Муравьева и его коллег на уровне региона в 2015 году был разработан и принят закон о кадетском образовании в Республике Коми. Во-вторых, количество кадетских классов в школе увеличилось до 11. В-третьих, с 2017 года впервые в Коми школа номер 18 стала осуществлять специальный набор в кадетские казачьи классы, куда принимали ребят, крещенных в православную веру. Их форма имеет казачью кокарду и дополнительный шеврон. В учебную программу для кадетов-казаков были введены дополнительные курсы по истории казачества и истории православия. По поручению Муравьева, под руководством учителя-филолога Ольги Николаевны Хладыревой, в 2015 году совместно с учащимися был составлен словарь кадетской чести. Ребята из 18-й школы Ухты стали постоянными участниками всероссийского конкурса «Георгиевская свеча. Свеча памяти».
Традиционным стал республиканский фестиваль кадетской чести, на который съезжаются кадеты со всей республики. Почетными гостями школы являются военный комиссар Ухты Мухаммед Маидович Мусов, протоиерей храма святителя Степана Пермского отец Силуан, атаман станицы Ухтинская, казачий полковник Юрий Александрович Постельный. В 2020 году в школе был открыт 5-й полицейский класс. Вот основные направления. В настоящее время кадетское движение в 18-й школе осуществляется по следующим направлениям: интеллектуальное, культурно-историческое, военно-патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое, спортивно-патриотическое. Я хочу сказать, присоединяясь к выступлениям предыдущих коллег, что мы тоже имеем хорошую развитую систему сетевого взаимодействия. Прежде всего, конечно, это наш Ухтинский городской военный комиссариат, управление внутренних дел. И одним из предприятий, учреждений, которые оказывают нам большую помощь, это, конечно, Ухтинский государственный технический университет, где был создан инженерно-кадетский батальон на базе Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа, который также относится к Ухтинскому университету. И мы, в общем-то, довольно-таки сильно сотрудничаем. Как я уже сказал, нашим брендом является фестиваль «Кадетская честь», который идет 3 дня, и где ребята показывают свою не только физическую подготовку, но и интеллектуальные знания и так далее. В 3-й год, являясь классным руководителем кадетского класса, 7-го класса, я привлекаю ребят как историк к историческому краеведению. Мы очень тесно сотрудничаем с Республиканским центром детей и молодежи, и другие ребята из старших кадетских классов тоже привлекаются к поисковой краеведческой работе. Ребята неоднократно участвовали в конференции «Отечество земля Коми», занимали призовые, даже становились победителями. Победителями становились и на всероссийском этапе конкурса. 3 человека получили премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. Также взаимодействуем с другими региональными структурами, с Национальным музеем Республики Коми. Часто выезжаем тоже в другие города с ребятами, путешествуем. Наши ребята бывают постоянно на сменах во Всероссийском детском центре «Орленок», на специальных сменах, которые проводит именно Министерство образования Российской Федерации по линии кадетского движения, по линии российского движения школьников. Я также курирую это направление в своем учебном заведении. Также мы выезжаем и на профильные смены, которые проводят наши стационарные лагеря в Республике Коми. Это Гренада, Мечта, Чайка и другие. Конечно, наметился, если говорить выводы, да, по работе с кадетами на сегодняшний день, то наметился серьезный рост чувства гордости, сопричастности к военной истории России. Пробудился интерес к подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. В лучшую сторону стало меняться отношение учащихся к прошлому нашей страны. Ребята научились не бояться участвовать в различных конкурсах, соревнованиях, публично выступать и побеждать. Но и кроме того, даже я по своему классу проводил и мониторинг воспитанности, и определял уровень коммуникабельности. Наблюдается улучшение взаимоотношений между собой, между товарищами, между одноклассниками, между школьниками параллельных классов. В нашей школе, вот, как правило, А и Б классы – это кадетские, ну а 2 других класса – вот это как бы обычные классы. Но ребята очень многие из обычных классов стараются перейти. Также у нас налажена система поощрений, то есть тоже присваиваются звания. Вот только, опять же, проблема. Выпускники 11 классов, допустим, имеющие звание там, сержант, старший сержант, они приходят в армию, да, и говорят, что они были кадетами, у них были звания. Вот письма получаем, а нам говорят, а эти звания ваши ничего не дают абсолютно. То есть хотелось бы тоже, чтобы каким-то образом, может быть, через наше Министерство обороны, через наши военкоматы, каким-то образом прорабатывать, чтобы хотя бы учитывали вот это вот. Наши ребята поступают в высшие военные учебные заведения по линии Министерства обороны, по линии значит, Госпожнадзора. Кроме того, на каникулах приезжают и рассказывают сегодняшним кадетам о том, как это почетно, как это действительно хорошо учиться там и настолько приучаются к порядку. Вот. У нас координирует деятельность кадетских классов Николай Анатольевич Постельный. Он сам атаман станицы Ухтинская сегодня, сам классный руководитель казачьего класса. У нас их 2 казачьих класса. Постоянно осуществляется связь с православными храмами города Ухты. Читаются курсы основы православия. То есть казаки всегда как бы были православные. Поэтому вот задавали вопросы, ну, почему такая дискриминация, почему кадеты-казаки принимают только ребят, крещенных в православную веру. Но ведь казаки всегда были
были православными. Поэтому, конечно, им отдается данный приоритет. Поступить в кадетские классы у нас тоже непросто. В этом году был огромный конкурс из города, больше 120 человек. А нужно было набрать всего 2 класса. Наша школа практикует вот именно набор в кадетские классы со всего города, не только с нашей школы. Поэтому проверяется и физическая подготовка, и, значит, интеллектуальная подготовка, смотрится и средний балл аттестата. И, конечно, спрашивается мнение самого ребенка. Были такие случаи, когда пытались родители тоже, как говорится, меня мама заставила, меня папа заставил. Ребята понимали, что, может быть, это немножко не их, ну и есть такие случаи, когда уходили. Но в основном, то есть, вот четкость, такая перспектива. И самое главное, вот самое то, что есть у нас в школе, это огромная поддержка администрации, огромная поддержка директора, заместителя директора по воспитательной работе. Проводятся постоянно обучающие семинары, встречи. То есть классные руководители, я являлся вот в прошлом году руководителем ШМО классных руководителей, вот именно кадетские классы, мы отдельно собирались, отдельно разрабатывали концепцию и план работы. Замечательные у нас преподаватели ОБЖ, которые тоже являются классными руководителями кадетских классов. То есть, и как результат на всех фестивалях «Кадетская честь» команда школы 18 города Ухты одерживает победу. Спасибо, Иван Геннадьевич, за такую активную профессиональную позицию. Конечно, ожидаем фестиваля, который будет уже в 2022 году. Приезжайте. Обязательно будем принимать участие в организации. Но я бы хотела вместе еще одну проблему обсудить. Иван Геннадьевич не случайно поднял тему профильных смен. Профильные смены проходят сейчас у нас на основе приказа нашего министерства. И мы обратили внимание, что профильных смен для кадетов ведь никогда не было. Нет. И наши кадеты, они включаются в смены юнармии, РДШ. Поэтому мы хотели вам предложить и выступить с инициативой создания именно профильных смен, но даже определить, может быть, когда, именно для кадетов. И вот то, что мы говорим о развитии фестивального движения, это тоже важно. Но профильная смена – это смена в то же время и обучающая. Поэтому, если вы принимаете такое наше предложение, можно обсуждать, формировать совместную программу и работать и с сетевыми партнерами по созданию содержательной профильной программы. Это хорошая идея, потому что, вот, допустим, наши кадеты, они с огромным удовольствием ездят на профильные смены. И вот сейчас школа юного спасателя. Да, мне рассказывают. 22 человека у нас из школы. Прекрасно. Так мне говорят, что очень хорошо, что у нас есть смены юнармии, приезжают из кадетских классов. Прекрасно. РДШ проводит там у нас, да, и кадетские классы. А вместе-то мы не собираемся, кроме фестиваля. Поэтому можно рассмотреть, это тоже как наш проект, профильные смены, и мне кажется, это тоже будет очень важное решение, и которое будет иметь результат для наших обучающихся. И для педагогов, потому что в рамках этой смены можно обучающих вот как раз... Да, мы хотим, конечно же. Замечательная идея. И мы определим, например, скорее всего, в Гренаде, вот мы скажем, пожалуйста, нам зафиксируйте вот это для нас время удобное, вместе выберем, и у нас будут ежегодно, например, 2 раза в год такие смены. Вот хотим вам тоже такую предложить, такую профессиональную историю рассмотреть. Да, конечно, замечательно. И большее количество детей попадет на эту Конечно. Смену. И это общение между собой будет. Причем очень хорошо они сейчас проводятся, создаются условия, но почему-то мы туда не включаемся. Поэтому давайте будем пробовать. Спасибо, Иван Геннадьевич. Коллеги, Алексей Геннадьевич и Галина Константиновна из Усть-Цильмского района, село Коровий Ручей. Коллеги, вы с нами, пожалуйста, подключитесь. Мы видим вас. Так, всегда слышите? Очень активно, очень хорошо слышно, а потом Светлана Михайловна, Татьяна Михайловна, я думаю, что тоже получится. Пожалуйста, Алексей Геннадьевич, Галина Константиновна, мы вас видим и хорошо слышим. Передаем вам слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Наша школа очень часто принимает участие во всех круглых столах, которые проводятся на республиканском уровне. Мы приезжаем на рождественские чтения и всегда с удовольствием делимся нашим опытом. А сегодня нас попросили рассказать о таком направлении работы, которое ведется в нашей школе, как поисковая деятельность.
Мы хотим рассказать о нашем опыте вот именно поисковой деятельности на местах боев Великой Отечественной войны. Вот вместе со мной сегодня моя коллега, воспитатель кадетской школы Галина Константиновна Грифиц. Она в этом году возглавляла поисковый отряд школы на Всероссийской вахте памяти в Псковской области. И я сейчас хочу продемонстрировать вам небольшую презентацию вот как раз об этой вахте. После этого мы с вами продолжим работу. Вам видно? Видим. Только мы вас не слышим. А музыка идет? И музыка не... Презентация идет, музыка не идет. Ну, можете прокомментировать тогда. Простите, пожалуйста. Да, да, ничего страшного, да. Ради бога, извините, мы сейчас все включим еще раз. Да, 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 хорошо. При демонстрации экрана необходимо поставить значок «Звук с компьютера». Да, да, да. Не вижу. Не вижу, куда его. Да. Идет? Да, все хорошо. Залпа почести последний дал по уставу караул, и только в вышине весенней раздался птиц, взлетевших гул. Мы помним каждого солдата, их медальоны, имена. Для поискового отряда не закончилась война. Мы помним каждого солдата, их медальоны, имена. Для поискового отряда не закончилась война. И мы проводим отпуск летний там, где когда-то шли бои. Мы ищем на полях сражений в земле защитников земли. И словно каждому награда еще фамилия одна для поискового отряда. Не закончилась война. И словно каждому награда еще фамилия одна для поискового отряда. Не закончилась война.
придут на братскую могилу потомки найденных солдат, и на мгновение застынут, представив тот кровавый ад, помянут каждого солдата и выпьют горькую до дна для поискового отряда. Да не закончилась война, помянут каждого солдата и выпьют горькую до дна для поискового отряда. Да не закончилась война. И закрывая по странице тома великой той войны, еще не раз взметнутся птицы над обелисками страны. Но все же верю я, ребята, в победоносную весну, где поисковые отряды закончат все-таки войну. Но все же верю я, ребята, в победоносную весну, где поисковые отряды закончат все-таки войну. Но все же верю я, ребята, в победоносную весну, где поисковые отряды закончат все-таки войну. Уважаемые коллеги, вас видно, слышно, Алексей Геннадьевич. Коллеги, 76 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но даже спустя десятилетия мы не можем считать эту войну оконченной. До сих пор пропавшими без вести числятся более 2 миллионов 400 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Именно такую цифру озвучил на заседании Оргкомитета Победа президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно поэтому каждый год со всей страны на поля минувших сражений отправляются поисковые отряды, чтобы вернуть стране ее пропавших героев. Как известно, это нужно не павшим, это нужно нам, это нужно живым. И вахта памяти – это не только выполнение нашего гражданского долга, это огромный воспитательный процесс, особенно важный для кадетского образования. Ни один урок, ни одна экскурсия, ни один учебник такого эффекта не даст. Мы участвуем в поисковом движении с 2011 года. За эти годы были подняты останки более 1000 солдат и командиров. 11 из них удалось вернуть имена. В школе за это время был создан уникальный музей боевой славы, основную часть экспонатов которого составляют раритеты, привезенные ребятами из поисковых экспедиций. Это наш посильный вклад в общее дело сохранения исторической памяти о том великом народном подвиге. У нас часто спрашивают, почему поисковый отряд нашей кадетской школы работает именно в Псковской области. Дело в том, что там, на Псковщине, покрыла себя неувидаемой славой знаменитая 28-я краснознаменная Невельская стрелковая дивизия, которая, как известно, в значительной степени была сформирована из наших земляков, жителей республики, в том числе и жителей Уссылимского района. В 2017 году в Сыктывкаре ушел из жизни последний ветеран 28-й Невельской дивизии Иван Петрович Конюхов. И мы с тех пор стали как своего рода хранителями этого героического наследия. Наши кадеты на вахте
Кроме самой работы на раскопках, выполняют все строевые церемониальные ритуалы, вносят знамена, стоят в почетном карауле, выполняют положенные по уставу воинские почести во время захоронений найденных солдат. Поэтому мы на вахту памяти всегда везем, помимо полевой формы, везем обязательно парадную, белые рубашки, аксельбанты, чтобы отдать вот эти вот положенные последние воинские почести погибшим героям. И в ходе последней экспедиции в августе этого года были подняты останки 47 солдат и офицеров Красной Армии. Обнаружены 4 смертных медальона. К сожалению, заполнен был только один, по которому было установлено имя и место гибели уроженца Ростовской области Ивана Митрофановича Бондаренко. Вот еще один человек, как говорится, был найден, и судьба его была установлена. И вот об этой экспедиции, которая прошла буквально накануне учебного года, в вахте памяти 2021 года, я попрошу рассказать руководителя поискового отряда этого года Галину Константиновну Гриффитс. Здравствуйте. Сейчас тоже включу мою презентацию. Не включается. Уважаемые коллеги, что получается? Сейчас попробуем мы все сделать. Тоже сегодня первый раз с этой программой познакомились. Не знаю, это она или нет. В этом году мне выпала возможность возглавить поисковый отряд нашей кадетской школы на Всероссийской вахте памяти в Псковской области на местах боев Великой Отечественной войны. В этом году вахта проходила в Усвятском районе Псковской области, у живописного озера Кляжа, на берегу которого был разбит полевой палаточный лагерь. Для меня в этой экспедиции все было впервые, ведь для меня, как и для большинства бойцов нашего отряда, это была первая вахта памяти. И сегодня я хочу рассказать вам о самом первом дне нашего поиска. Рано утром нас распределили по поисковым группам, каждой группе была поставлена задача и отведен свой участок поиска. Затем на армейском грузовике нас вывезли к месту раскопок. Сначала поле было обследовано с помощью металлоискателей. Затем с участка было необходимо убрать всю растительность, высокую траву, кустарники и даже выпилить некоторые деревья. После чего предполагаемый район поиска обследовался специальными щупами разной длины. С помощью щупов мы искали возможные пустоты под землей, а также по звуку пытались определить, во что именно упирается щуп – в камень, металл или кости. Обнаружив место возможного нахождения останков, мы приступили непосредственно к раскопу. Раскапывать нужно предельно осторожно, чтобы не повредить останки и максимально сохранить следы, по которым можно будет установить имя погибшего солдата. Первый наш боец был обнаружен на глубине залегания чуть более метра. После того, как был снят верхний слой грунта, мы вызвали эксгуматоров. Они объяснили наши дальнейшие действия. Аккуратно, с помощью щеток мы очистили останки солдат, убедились, что рядом нет опасных предметов, а также других погибших, приступили к процедуре подъема останков на специальный эксгумационный баннер. Среди личных вещей мы обнаружили предмет, очень похожий на солдатский смертный медальон. Это самая ценная находка для поисковика, ведь если медальон окажется заполненным, можно будет точно установить его имя. Но, к сожалению, это был не медальон, а мундштук, на котором не было ничего, что могло бы указать на имя владельца. Подъем останков происходит очень медленно. По каждой косточке, название которой обязательно проговаривать при подъеме, например, это малая берцовая, большая берцовая, выстраивается весь скелет. У обнаружившего нами бойца имелись значительные повреждения черепной коробки. Верхняя челюсть была полностью раздроблена, исходя из чего был сделан вывод, что причиной смерти стали множественные осколочные ранения головы. У первого найденного нами солдата не было при себе ничего, что помогло бы нам установить его имя, звание, должность, откуда и когда он был призван в действующую армию. Он так и останется неизвестным героем Великой Отечественной войны.
В тех местах, где мы вели поиск погибших, сражалась 47-я стрелковая дивизия. За свой вклад в победу дивизия была награждена орденом Ленина и орденом Александра Суворова второй степени. Дивизия была сформирована в июле 1942 года на базе частей 21-й отдельной стрелковой курсантской бригады и 2-й оперативной группы 4-й ударной армии Калининского фронта. В октябре 1943 года дивизия участвовала в Невельской наступательной операции. В ходе тяжелых боев личный состав дивизии понес большие потери. 1452 солдата и офицера дивизии отдали свои жизни за освобождение Усвятской земли. Их останки покоятся в 17 захоронениях. Самые крупные из них в поселке Усвяты, на Земской горе, в деревнях Узкая и Чурилово. Именно там, на военном кладбище деревни Чурилово, в братской могиле, вместе с другими бойцами Красной Армии, поднятыми в ходе вахты памяти 2021 года, и был захоронен наш первый поднятый в этой экспедиции солдат. Его имя осталось неизвестным, но его подвиг бессмертен. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, вот в завершении нашего выступления я хочу сказать, что поисковая деятельность на сегодняшний день – это одно из самых востребованных по времени и одно из самых интересных направлений деятельности и направлений развития кадетского образования. Потому что, вот знаете, сама вахта памяти – это просто как вершина, определенная вершина айсберга, а за ней идет огромная исследовательская работа, музейная работа. Благодаря вахте памяти у нас в школе создан просто потрясающий музей. Я очень буду рад вас в нем видеть, потому что считаю, что такие вот экспонаты, которые есть у нас, это принадлежит всему народу, всей нашей республике. Это должны видеть и преподаватели, и дети. Это все, что было собрано с мест боев. Там каждый экспонат, как страница учебника. И кроме всего прочего, вслед за вот этой поисковой работой мы открыли еще одно направление деятельности, которое требует вообще отдельного разговора. Это военно-исторические реконструкции, которые проводятся у нас здесь, и тоже с помощью и материала, на основе которого мы привозим, и экспонатов. И вот даже в этом году глава республики Коми лично принимал участие в качестве одного из участников военно-исторической реконструкции в этом. Но в основе всего этого лежит все-таки поисковая деятельность. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Галина Константиновна, Алексей Геннадьевич, очень интересный опыт. Спасибо большое. Надеюсь, и дальше вы тоже будете вот по тем направлениям, которые сейчас рассказали, тоже рассказывать нашим коллегам. Уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем. Светлана Михайловна, Татьяна Михайловна, вы на связи. Мы вас видим. Мы вас видим и слышим. Добрый день, нас слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Да, вас слышно? Видно и слышно. Можно еще погромче. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем Старожевскую школу Карткировского района. Я Попова Светлана Михайловна, директор школы, и Попова Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе. Приоритетным направлением в нашей школе является военно-патриотическое. Кадетское образование в нашей школе реализуется с 2011 года. За эти годы было 7 выпусков. Буквально вчера у нас состоялся 7-й кадетский выпуск. Выпустили мы за эти годы 86 кадет-пожарных. На сегодняшний день 9 кадет-пожарных осталось. И в прошлом году мы открыли еще одно направление, это кадеты-полицейские. 7 кадет-полицейских у нас на сегодняшний день, и 24 ноября в ряды кадет-полицейских мы примем еще 7 человек. Об особенностях развития кадетского образования расскажет Татьяна Михайловна.
Еще раз добрый вечер всем. Я немножко хочу остановиться на программах дополнительного образования. Вот когда мы начинали в 2011-2012 году, у нас была программа «Пожарные кадеты». И в прошлом году, когда мы уже начали работать с полицейскими, мы создали новую программу, которая называется «Сторожевские кадеты». И в эту программу, естественно, мы включили все, в учебно-тематическом плане включили все дисциплины, которые проводятся с кадетами, и включили и пожарное дело, и занятия МВД. Занятия по пожарному делу проводят сотрудники пожарной части. Они приходят один раз в неделю и проводят здесь, в здании нашей школы. Но бывает и так, например, сегодня наши ребята пошли в пожарную часть на практическое занятие. У полицейских кадет проводятся занятия МВД. Приезжают у нас из Карткироса и проводят занятия. Занятия довольно-таки интересные, и дети с интересом посещают. Кроме всего этого, как и у вас, у нас проходит и строевая подготовка, и огневая подготовка. Вот здесь сказали, что не видно, где же наши ребята маршируют. Я вам скажу, маршируют они в основном, на выпускных, кадетских выпускных. И еще хочу сказать, что каждый год у нас проходит Троицкий слет. Вот мы туда тоже выезжаем. Правда, вот последний год у нас не получился этот выезд. И там действительно мы видим, как наши кадеты маршируют. Так, и еще следующее, что я хочу сказать, что с ребятами мы начинаем уже работать с 4 класса. И занятия у нас проходят под названием «Кадетом быть». А что же это значит? То есть мы уже учащимся 4 класса объясняем, мотивируем их, и они сами уже по желанию потом в 5 классе вступают в ряды кадетов. Так, следующие дисциплины, которые у нас проводятся, это хор-кадет, общефизическая подготовка, история кадетских корпусов. Историю кадетских корпусов проводим только в первые годы обучения в 5 классе. Дни Великого подвига. Дни Великого подвига приходит у нас педагог с Центра дополнительного образования, и проводим только в 6 классе. Не очень хорошо слышно. Ага. Вот здесь, в общем, все эти занятия проходят. Ну, что я... Коллеги, вас не слышно, вы пропали? Потерялась? Да. Совсем пропали? Нет, сейчас мы вас видим, но вы все равно теряете. Вот сейчас видим. Нет? Не слышно? Слышно. Боже. Да, да, хорошо. Говорите. Так, какие дисциплины по детскому образованию? Я говорю, я немножечко рассказала, какие у нас кадетские занятия ведутся. И хочу сказать, что мы 16 ноября выезжаем в пожарно-спасательную школу. Это будет смена на базе гимназии искусств. Вы тоже выезжаете, уважаемые коллеги? Нет? Совсем не слышно? Слышно, слышно, мы вас слышим. Слышно, да? Да. Вот. Коллеги И говорят, это что проводит тоже есть у управление них участники. Хорошо, замечательно. Тогда мы встретимся с вами 16 ноября. И это проводит управление противопожарной службы. Вот. И мы с ними сотрудничаем и, естественно, сотрудничаем уже с МВД по Карткировскому району. В общем, живем, работаем, стараемся. Но проблема у нас, наверное, заключается в том, что все-таки нужен человек, чтобы дать ему конкретно одну ставку, чтобы и курировать все это движение кадетского образования в школе. Нужна одна ставка. Потому что, как мне лично, вот
по воспитательной работе, ведь нужно работать не только с кадетами, но и с другими детьми, тоже с учащимися. И у нас очень хорошо есть прекрасный преподаватель Потапов Александр Анатольевич, который ведет и строевую подготовку, и огневую подготовку. И, наверное, мне иногда кажется, что благодаря ему вот у нас кадетское образование существует. Ну и благодаря, конечно, нашим партнерам. И хотелось бы, конечно, почаще, чтобы наши дети встречались. Спасибо, мы учтем тоже ваши пожелания обязательно. Спасибо, уважаемые коллеги. Я еще, наверное, добавлю, если можно. Да, пожалуйста. Если можно, добавлю, мы поддерживаем наших коллег, чтобы наши кадеты, выпускники имели дополнительные баллы при поступлении. Это будет очень хорошим подспорьем. Спасибо, мы записали данное предложение. Следующий мы даем слово Чупровой Елене Андреевне. Елена Андреевна, вы здесь? Гамская основная общеобразовательная школа. Да, здравствуйте, я здесь, ага. Добрый день, Елена Добрый Андреевна, день. мы готовы вас послушать. Здравствуйте. Так, сейчас, ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Чупрова Елена Андреевна. Я классный руководитель кадетского класса полицейского Гамской школы. У нас еще недавно открылась школа, да, и сейчас я подготовила небольшую презентацию. Мы в первый раз, конечно, выступаем в таком мероприятии, как круглый стол. Очень интересно, спасибо большое за столько информации получили. Ага, сейчас подключимся. Сейчас подключаемся. Хорошо. У нас почему-то окно не активное. Ага, вот активное. Ага. Хорошо. Ну, тема сегодняшнего выступления – роль дополнительного образования в образовании кадет в сельской школе. Значит, кадетское образование в Республике Коми реализуется в соответствии, как уже говорили, со статьей 86 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года, Федеральный закон номер 273. Обучение по дополнительным общеобразовательным образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе в образовательных организациях, профессиональной образовательной организации. Одной из форм, конечно же, получения обучающимся кадетского образования являются кадетские классы в общеобразовательных организациях. С сентября 2020 года учащиеся 7 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения Гамская основная общеобразовательная школа включены в проект «Кадетское образование в сельской школе». Организация досуга учащихся осуществляется через систему дополнительного образования, и целью дополнительного образования в кадетском классе является максимальное самовыживание и социальная адаптация каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности. Но развитие личности – это процесс раскрытия качеств человека, во время которого происходит переход от простого к сложному, от несовершенного к совершенному. Целью же каждого образовательного учреждения, в том числе и нашего, заключается цель в том, чтобы находить и развивать творческий потенциал ребенка, формировать его личность, которая в дальнейшем будет способна к самоопределению и самосовершенствованию. Задача педагогов заключается в том, чтобы правильно организовать учебную деятельность, во время которой каждый кадет хотел бы сам получить определенные знания и навыки, самостоятельно находить пути решения и проблем. Но к основным задачам относятся повышение влияния педагога на жизнь воспитанников в свободное время, организация общественно полезной деятельности учащихся совместно с учреждением нешкольного воспитания, выявление интересов
склонностей, способностей, возможностей обучающихся различными видами деятельности, помощь в поиске себя, создание необходимых условий для индивидуального развития, развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, создание условий для реализации приобретенных знаний, умений, навыков. Надежда Анатольевна, вы здесь? Да, здравствуйте. Ага, давайте мы дадим вам слово и попробуем помочь Елене Андреевне, чтобы она позже подключилась. Вам Хорошо. слово. Спасибо. Меня точно хорошо слышно? Вас слышно, но мы пока не видим вас. Вас очень хорошо слышно, но не видно пока. Мы решаем эту проблему. Угу. Да, вот. Ага, все, вот сейчас мы видим вашу презентацию и слышим и видим вас. А вы не видели меня, да? До настоящего времени, да? Меня не было видно. Ага, да, давайте тогда остановимся. Меня видно теперь, слышно? Видно и слышно. Хорошо, я остановилась на направлениях у нас, которые в Гамской школе. Раньше говорила про закон федеральный, да, 86-й? Так, давайте мы сейчас определимся, потому что сейчас появилась уже Елена Андреевна. Тогда, Елена Андреевна, вы просто скажете сейчас направление, потому что теперь мы не видим вашу презентацию. Не видите мою презентацию. Направление, значит, спортивно-технические. Ага. Очень жаль, конечно, что она... Ага, подождите, пожалуйста, минуточку, сейчас, может, подключимся. Почему, конечно, связь такая у нас? Почему направление Вот не мы видно? вас видим. А презентацию не видно, да? Презентацию мы не видим. То скажите своими словами. Очень жаль, конечно. Так, вот. Ага. Мы только год, да, с 2020 года начали кадетское образование, да? Меня видно? Да, мы видим, да. Презентацию видно? Видно. Хорошо, направление спортивно-техническое направление, это спортивные игры, детско-юношеская спортивная школа, робототехника, эстетическое, духовно-эстетическое направление, это хореография, хоровое пение, гражданско-патриотическое направление, это строевая подготовка, история Республики Коми, туда же пулевая стрельба и экология Республики Коми. И хочу немножко, ну вот без преувеличения можно сказать, что в нашей школе нет мероприятий, в которых бы не принимали наши кадеты. Они очень активные, ребята. И хочу отметить следующие общешкольные мероприятия. Видно, да, меня? Видно, слышно, и презентацию видно. Да, вот мероприятия отмечают. Значит, мы за безопасность на дорогах. У нас в кадетском классе 7 человек, 2 девочки, 5 мальчиков. Значит, мероприятия мы за безопасность на дорогах. Часто проводим всероссийские уроки Победы. Отмечаем День туриста ежегодно. Это у нас традиция. Также мы участвовали в посадке кедров возле школы, то есть ребята активно сажали кедры. Поздравляем всех мам, у нас скоро будет День матери. Подготовили презентацию, это видеоролик, но у меня нет возможности сейчас включить видео поздравления. Так, классный час у нас «Герой нашего времени» в рамках 30-летия МЧС мы проводили. 28 января 2021 года у нас было принятие присяги. Поздравительная открытка была подготовлена в Доме культуры. Значит, мы сотрудничаем
сотрудничаем с Домом культуры в селе у нас, с МВД России по Ижевскому району и с военным комиссариатом сотрудничаем тесно. Вот у нас военного комиссариата приезжают нам ознакомливать с видами оружия, то есть тоже на время оружие ребята уже строят. Встреча с участниками афганистанской войны у нас бывали. В полицейском участке, вот мы ездим сами в полицейский участок. Участвуем в игре «Зорница», спортивной игре. Кстати, заняли первое место. Духовное эстетическое направление, подготовили тоже мероприятие. Тут танец у нас видно и спектакль небольшой. Спортивно-оздоровительное мероприятие видно тоже по презентации. Письма из фронта, ознакомились ребята с письмами из фронта. Проводим веселые игры, веселые старты, экскурсии в музей. Финансовую грамотность урок проводим, уроки. Очень активно мы проводим мероприятия по здоровому образу жизни. Участвуем в акциях, неделя добрых дел, сажаем цветы, убираем мусор. Ребята сами изготовили кормушки собственноручно из фанеры и постоянно кормим, подкармливаем птичек, особенно зимой. Также мы встречались с участниками вдовой участника Чернобыльской АЭС. В этом году тоже будет у нас встреча. Это было в прошлом году. К 100-летию Республики Коми подключились к челленджу исполнения песни «Мария Моль». Не буду уже включать. Участие в межпоселенческом фестивале «Ритме Победы». И также мы участвовали в акции «Обеликс», покрасили скамейки возле памятника воину-освободителю. Школа у нас маленькая, всего лишь 7 человек полицейских. Беседа с сотрудником полиции часто бывают у нас беседы. Также всероссийские уроки опять же проводим. Ну и с ноября 2021 года по май у нас будет участие в музейно-исторической интернет-викторине, посвященной великим сражениям Великой Отечественной войны 41-45 годов. Викторина проводится с целью повышения уровня патриотического и гражданского воспитания обучающихся, стимулирования интереса молодежи к углубленному изучению истории Великой Отечественной войны. А с 3 по 7 ноября был большой этнографический диктант, международный, акция и сертификаты участников. Ребята активно участвовали, получили Валийский Денис, Рочев Владислав, Рочев Максим и Рочев Семен. Ну и таким образом хочу сделать вывод: с помощью дополнительного образования и внеурочной деятельности можно сформировать интерес кадета к определенной тематике, а в последующем создать ситуацию, в которой он сможет применить полученные знания. Благодаря организации деятельности жизнь после уроков становится единым и системным процессом, направленным на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. В процессе реализации программ неурочной деятельности и дополнительного образования у кадет к моменту окончания школы должны быть сформированы следующие качества. Это чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству, духовность, нравственность, личная и общественная ответственность, способность к саморазвитию и активная гражданская позиция. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Елена Андреевна. Вот, коллеги, мы как раз с вами сейчас познакомились с школой, да, которая совсем недавно стала, в ряды приняла кадет, да, они еще в стадии становления. Было тоже очень интересно послушать, как вы начали свою работу. Спасибо. Надежда Анатольевна, передаю вам слово. Спасибо большое. Меня слышно? Да, слышно. Я начну свое сообщение. Мы занимаемся реализацией кадетского образования уже 10-й год. На сегодняшний день в 10 классах гимназии обучается 205 кадет 3 направлений. Управление Федеральной службы исполнения наказаний, Управление Федеральной службы безопасности и кадеты отдельного арктического пограничного отряда, летчики, которые и являются нашими социальными партнерами. Воспитательная работа в кадетских классах осуществляется по нескольким направлениям, ключевые из которых вы можете наблюдать на слайде.
У нас идет презентация? Да, идет. Коллеги, идет. Спасибо. Данные направления воспитательной работы реализуются через участие в традиционных гимназических, городских и республиканских мероприятиях, через работу органов кадетского самоуправления и детских объединений, таких как отряд волонтеров «Романтики Севера», юноармейский отряд. А также в полной мере они реализуются через систему работы дополнительного образования, о чем и пойдет сегодня речь в нашем сообщении. В условиях сложной эпидемиологической обстановки нам очень сильно помогло такое направление российского движения школьников, военно-патриотическое направление РДШ. Мы активно подключаемся к этому направлению работы, которое представлено и в онлайн-форме. Например, на каникулах ребята активно участвовали в марафонах. Вот спасибо им большое за это. А в стенах гимназии все кадеты занимаются по 8 программам дополнительного образования. Это строевая подготовка, огневая подготовка, приемы самообороны, хореография для кадет, хоровое пение, духовая музыка, легкая атлетика и военно-патриотический клуб «От Зорницы к Орленку». Военно-патриотический клуб «От Зорницы к Орленку» – это старейший клуб нашего города. Как показывает практика, такого рода клубы – очень эффективная форма развития военно-патриотического сознания и чувств. Среди достижений воспитанников нашего клуба – призовые первые места на муниципальном и региональном уровне в спортивно-патриотических играх «Кадеты Отечества», «Зорница» и «Орленок». В 2014 году клуб участвовал в межрегиональном слете лучших военно-патриотических клубов России в городе Мурманск. В ноябре 2019 года на проходившем в Печоре региональном этапе всероссийского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай как я», воркутинский клуб «От Зорницы к Орленку» был признан лучшим в республике. За 14 лет работы клуба воспитанниками стали более 150 учащихся, и все молодые люди впоследствии отслужили в армии, 5 выбрали офицерскую стезю, и несколько человек служат в полиции. Клуб вырастил мастера спорта по стрельбе. Успехи и достижения клуба воспитывают чувство гордости учащихся гимназии. Многие родители приводят детей в гимназию, в том числе из-за желания, чтобы они занимались клубом. В общем, военно-патриотический клуб «От Зорницы к Орленку» является предметом нашей очень большой гордости. Но, тем не менее, подготовка к последним соревнованиям показала, что имеются пробелы не только в знаниях, касающихся военной тематики, но и недостаточная мотивация к получению таких знаний. Следовательно, впоследствии недостаточно полное развитие чувства патриотизма, гордости за наши победы, уважения к военной истории, стремление к военной службе, сохранению и приумножению славных воинских традиций. Мы решили провести исследование, чтобы получить больше данных о динамике развития патриотических чувств у обучающихся, участников программы доп. Образования, нескольких программ доп. Образования. И для того, чтобы определить уровень осознания понятия патриотизма и отношения к нему со стороны старших подростков, в начале октября этого года нами была использована диагностическая программа, разработанная профессором Григорьевым под названием «Изучение уровней сформированности гражданственности у подростков». В рамках этой программы нами были выбраны и проведены следующие методики: написание сочинения «Патриотизм и как я его понимаю» и проведение анкетирования «Гражданственность и патриотизм». Сначала ребятам предлагалось написать сочинение на тему патриотизма, как я его понимаю, и письменные ответы анализировались по следующим аспектам патриотизма. Вы можете увидеть их на слайде. Целевой группой для проведения данной методики нами были выбраны кадеты 8 Б класса в количестве 26 человек. И ориентируясь на полученные данные, мы можем оценить уровень осознания патриотизма и отношения к нему со стороны старших кадет. И таким образом сделать вывод, что у троих кадет, это 12%, уровень знания об исторических событиях, традициях и символике России достаточно низкий. 10 кадет, это что составляет 38%, находятся на среднем уровне знаний, осознают, что такое патриотизм и понимают свое отношение к нему. Они имеют достаточные знания о традициях, фольклоре, символике государства, исторических событиях страны, ее героях и выдающихся деятелях. 13 кадет, что составляет 50%, находятся на высоком уровне знаний, полностью осознают и имеют целостные представления о патриотизме.
На слайде также представлена эта информация. Через год мы планируем повторить написание сочинений на тему патриотизм, и, как я его понимаю, с теми же кадетами, но уже 9 Б класса. И при проведении сравнительного анализа результатов мы увидим диагностику в понимании кадетами сути патриотизма. Также нами было проведено второе исследование, это анкетирование гражданственности и патриотизм по методике того же самого профессора Григорьева. Результаты опроса дают возможность отследить, насколько у старших кадет сформирована гражданская позиция, ощущают ли они себя патриотами своей страны. Целевой группой для проведения данной методики были выбраны те же кадеты 8 Б класса. Анкетирование также проводилось в октябре этого года. Результаты анкетирования приведены на слайде. И на основе результатов каждого из участников мы можем сделать вывод о том, что уровень сформированности гражданственности и патриотизма, знание законодательства Российской Федерации, представление о своих правах и обязанностей как граждан своей страны, готовности к службе в вооруженных силах Российской Федерации все-таки достаточно высокий. Кадеты имеют в основном высокий уровень патриотизма, испытывают чувство гордости, любви, сопричастности как к Республике Коми, так и России в целом. Но вот что касается тех 3 человек, которые показали низкий уровень, для них мы разработали индивидуальный образовательный маршрут, в котором прописаны план занятий с этими ребятами. Индивидуальные занятия нацелены на повышение мотивации ребят к изучению необходимых знаний. Также после выполнения заданий после правильного выполнения заданий мы хвалим ребят, и таким образом создается ситуация успеха, и мы очень надеемся, что мотивация у них повышается. Ну и также через год, точнее, мы повторим анкетирование, и после сравнительного анализа результатов увидим динамику в уровне сформированности целевых результатов. И в завершении хотелось бы сказать, что мы приходим к пониманию того, что современная система дополнительного образования может и должна играть ведущую роль в развитии военно-патриотических чувств обучающихся кадет. Встает необходимость в обеспечении повышения квалификации кадров, о чем уже говорилось ранее, профессиональных кадров по тематике, как мы выяснили, именно военно-патриотического воспитания. Однако хотим отметить, что в настоящее время довольно мало научных исследований, по крайней мере, мы нашли очень мало таких исследований, которые были бы посвящены организации именно военно-патриотического воспитания кадет в условиях дополнительного образования. Педагогам необходимо заниматься не только практической, но и научно-методической деятельностью, по нашему мнению. В частности, в нашем городе в этом году создано городское методическое объединение для педагогов, работающих в кадетских классах, и совместными силами мы планируем решать все стоящие перед нами задачи. Наш город в перспективе ориентирован на привлечение кадров именно для военной службы. Мы в этом заинтересованы. И поэтому считаем, что потребуется проведение научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию системы условий для эффективного патриотического воспитания наших детей. На этом у нас все. Спасибо. Спасибо, Надежда Анатольевна. Вы вначале нас очень заинтриговали своим направлением, особенно летным. Хотелось бы побольше о нем услышать, но думаю, что вы как-нибудь нам еще о нем расскажете. Ну а сейчас я предоставляю слово куратору кадетского движения, и Мишариной Ирине Степановне, классному руководителю кадетского 5 класса средней общеобразовательной школы село Карскерос. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И хочу, во-первых, сказать большое спасибо за приглашение на этот круглый стол, потому что действительно мы в этой области вообще как бы первооткрыватели. Мы только первый год, вот с сентября открыли 1 класс по просьбе родителей и управления образования, что школа является большой в районе, поэтому мы открыли класс, да. И самим стало интересно, что это такое, и вот действительно было очень много вопросов, и коллеги ответили на большую часть. Мы вот ведем записи, как бы есть над чем уже поразмыслить, да. И большой привет Светлане Михайловне, Татьяне Михайловне, да, передаю то, что действительно это люди, которые, думаю, нам тоже помогут в этом, это наши коллеги со Старожевска. Вот. А в этом году вот, было принято решение, и действительно мы с головой окунулись в это и заглянули, что это вообще из себя представляет это кадетское движение,
тоже смотрели много различных материалов и примеров, да, и вот действительно, как вот сказали уже, ну, нету вот проблемы, с которой мы столкнулись, нету единства в чем-то, да, вот именно, да. Очень много разного, но вот именно конкретики какой-то нет. И нам пришлось тоже вот, еще какая проблема на селе, я послушал городские школы, да, то, что на селе социальных партнеров очень мало, и очень трудно их найти. Вот, но все-таки как бы мы и пообщались и с МВД, и с МЧС, и все-таки мне вот ближе, как преподавателю организатору ОБЖ, было это выйти на представителей пожарной охраны МЧС, потому что они с нами сотрудничают уже активно. Вот когда пришел в школу, открыл клуб военно-патриотический, они нам очень сильно помогают. Вот, и благодаря этой поддержке я сразу к ним обратился, и мы создали на базе нашей школы 5-й КД-класс, кадет МЧС, мы его так и назвали. Вот. Значит, действительно, было уже сказано, я соглашусь, что действительно вот цели – это создать всесторонне развитую личность у ребенка по многим направлениям, не только в каком-то одном направлении. И с социальными партнерами у нас здесь вот как раз начали предложили к нам даже свою помощь. Это вот Центр дополнительного образования Кировского района и сами вот сотрудники МЧС в лице начальника пожарной охраны. И вот для первого года обучения мы выбрали такие приоритетные, более которые могут заинтересовать детей, деятельность дополнительного образования, это вот как от военную историю, да, физическую подготовку обязательно, рукопашный бой, спортивный туризм у нас очень хорошо развит, вот, строевая огневая подготовка, занятия по программе кадет МЧС, это вот сотрудниками, получается, пожарной охраны, и предмет такой, как психология. Вот у нас есть преподаватель с Центра доп. Образования, который приходит и проводит с ними занятия, тренинги, именно касающиеся мотивации, общения элементарно друг с другом. То есть это как раз вот на таком уровне, я думаю, начальном, потому что коллектив образовался на базе одного класса, но пришли с другого класса, чтобы вот это было объединение. Пока мало еще, конечно, судить, пока еще первая четверть прошла, но я думаю, это даст тоже какие-то свои плоды. Вот. Ну, выступил у нас именно вот с социальным первым партнером, это сама пожарная часть, начальник пожарной части Рочев Владимир Семенович, который приходит сам и непосредственно дает занятия детям, да, приходит с сотрудниками также ГИМСа и отрабатывают какие-то практические навыки. Вот. Также они выезжают и к ним на базу пожарной части, осуществляем подвоз, да, вот своим автобусом. Там они на месте уже проводят занятия, да, вот пока была хорошая погода, они выносили бум, выносили стену, да, то есть залезали на вышку, то есть посмотреть, что из себя вообще представляет, не просто там послушать, а именно посмотреть, потрогать практически вот эти навыки, да, отработки. Вот, в этом кадетском классе у нас одна девочка, но эта девочка вот уже даже по общению с другими преподавателями доп. Образования, она уже дает как бы фору парням даже. Вот, я думаю, такая вот она боевая, выросла, на нее возлагаем большие надежды. Вот, сильный у нас тренер, именно в районе повезло то, что имеется тренер по спортивному туризму, которого знают на республике, это Меньшов Виктор Николаевич, и он непосредственно ведет у них занятия. Вот имеется у него участок со скалодромом, да, и в Центре доп. Образования юниор, вот он проводит эти занятия с ними после основной общеобразовательной программы. Вот, ребятам это нравится, это что-то новенькое, потому что до этого никто не занимался этим, и они с охоткой именно участвуют вот в этих занятиях, и я думаю, Виктор Николаевич уже их будет брать на соревнования. Вот. Тоже у нас известный деятель Киршев Константин Маркович, да, он такой всесторонне развитый у нас человек, тоже не только рукопашный бой, он и преподает это моделирование, конструирование, вот, и он взялся за физическую подготовку наших ребят, это вот занятия по рукопашному бою, которые проводятся в стенах нашей школы и в стенах доп. Образования. Вот. А я сам курирую, получается, строевую огневую подготовку в этом году. И еще вот с коллегами, вот коллег послушал с Устельмского района, да, большое спасибо вам. Вот. Я тоже занимаюсь поисковой деятельностью с 2013 года. И уже только старшеклассников, но вот эти ребята, когда станут по возрасту подходящим, они тоже у меня будут заниматься поисковой работой, потому что у нас вообще в нашей школе поисковая работа, она занимает тоже огромную
неотъемлемая часть дополнительного образования. Вот. И сам классный руководитель здесь тоже подобрался такой вот, ну, такой боевой у нас, Ирина Степановна, коллега моя, да, вот, она сама педагог-библиотекарь у нас, и, думаю, она вот, ну, прививать будет, конечно, вот эту любовь к книге, вот, и сами мероприятия, которые уже вот она проводит с ними, да, то есть это и общешкольные какие-то, и дополнительного образования, она активно с ними занимается. То есть здесь видна заинтересованность человека, и дети к ней открыты всей душой. Вот. И я думаю, вот такое воспитание, что вот, ну, вот именно дополнительное образование, да, вот на селе, вот именно почему? Потому что проблем очень много, но мы стараемся реализовывать. То есть, чтобы дети у нас были вовлечены максимально в эту внеурочную деятельность после общеобразовательных программ, которые есть. Всем за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Очень интересно было послушать. И, конечно же, живое общение, ну, ничем не заменимо, да. Жалко, что не можем все еще встречаться в более таком большом количестве, да. Ощущается, да, когда вот нас много, мы с вами разговариваем, как это интересно, чем когда вот так. Ну, надеемся, что скоро все так и сложится. У нас осталось еще одно выступление. Это Анжела Петровна Андрюхина, Усинск, средняя общеобразовательная школа номер 5. Здравствуйте.